Добрый день, уважаемые подруги, дорогие коллеги. Я вижу Таллинский район, Устьянский район, Кобяйский район. Там мы можем, да, еще видеть, какие районы подключились? Ага. И вот где написаны ваши имена, вы можете написать районы. Да, Ниренгринский район я вижу. Мгм. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите, у нас, значит, для кворума не хватает еще 2 человек. Я думаю, что они вот немножко здесь вот с опозданием подходят. Хорошо? И начнем заседание нашего пленума Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. Пленум мы с вами проводим традиционно 2 раза в год. Это традиционно обычно в марте проводим и в ноябре-декабре. Но вы все прекрасно понимаете, какие у нас сейчас сложные условия, чтобы, да, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, чтобы выезжать. И в последние вот дни нам сказали, действительно, обстановка у нас по коронавирусу, статистика у нас не очень, поэтому принято решение провести, значит, дистанционно с нашими районами. И, конечно же, очень большая проблема у нас по северным районам. Действительно, интернет у них совсем-совсем слабый, и если у них есть трафик, обычно они его сразу съедают вот, ну, на уровне муниципальных образований. Поэтому попросили, может быть, в библиотеках, в школах они присоединились через интернет к нашему заседанию. Ну, давайте начнем. Время уже идет. Вы просмотрели ролик, который подготовила, мы благодарим Общественную палату Республики Саха-Якутия, которая подготовила ролик как раз о тех женщинах, которые сегодня вносят большой вклад в помощь военнослужащим, их семьям, шьют, помогают, ухаживают за больными детишками. В день поступает очень много звонков. Вот сегодня тоже было 2 звонка. И мы все прекрасно понимаем в последнее время, что у нас обстановка, конечно, в Российской Федерации, она политическая такая, какая на сегодняшний день. И мы все с вами, женщины, должны объединиться и помогать нашему государству, органам государственной власти, муниципальным образованием, помогать, чтобы все было хорошо в наших семьях. Сегодня на повестке у нас, значит, 4 вопроса. Первое – это инициатива женсоветов по поддержке военнослужащих и их семей. Мы хотим заслушать наши районы, выступит Евгения Исаевна, наша уважаемая, и мы пригласили вот тоже нашего уважаемого министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елену Александровну Волкову. Вторым вопросом о наставнической деятельности. Вы все прекрасно знаете, что в 2023 году президент Российской Федерации объявил годом педагога и наставника. И обсудим патриотическое воспитание молодежи на 2023 год. Третьим вопросом рассмотрим информационное сопровождение деятельности женсоветов Республики Саха-Якутия. И в-четвертых, рассмотрим разное. И в разном бы я очень хотела, чтобы мы обсудили план мероприятий на 2023 год. И, значит, будем подводить итоги 2022 года. Это уже на следующей президиуме, то есть в январе месяце. Итак, слово предоставляется по первому вопросу. Разрешите предоставить слово Барахановой Наталье, председателю женсовета Иренгринского района. Она очень извиняется, у нее следующее совещание. И, пожалуйста, вот по первому вопросу я сразу хочу выразить огромную благодарность тем женщинам нашей республики. Поступила благотворительная помощь более 200 тысяч рублей на счет Союза женских организаций Республики Саха-Якутия. И самый большой вклад внес Ниренгринский район, Хангаласский район и вот все женщины с районов нашей республики. С Нирингри всего поступило, ну вот где написано Нирингри, 168 тысяч рублей. Давайте поблагодарим женщин Ниренгринского района и предоставим им слово. Пожалуйста, Наталья Добрый день, Васильевна. здравствуйте, уважаемые подруги, единомышленницы. Наталья Васильевна, вас не Я слышно. Включите, пожалуйста, звук. А так, коллеги, звук включен.
Э, Там легонечко, когда нажимаете, там где-то она выскакивает вот это вот звук. Или погромче сделать, может. Так, слышно, коллеги? Звук Ой, включен. ой, ой, не слышно. Не проверили же мы. Ага, хорошо. Тогда, Наталья Васильевна, мы вас ждем. Не получается, да? Если вы с телефона, там вот нажмите, и где-то слева или справа она выходит, потом исчезает такая вот микрофончик, звук. Его вот надо нажать. Хорошо, Наталью Васильевну подождем. Слово предоставляется уважаемой Евгении Исаевне Михайловой, члену Президиума Союза женских организаций, по первому вопросу о поддержке наших военнослужащих и их семей. С Евгенией Исаевной мы недавно встречались, проводится очень большая работа. И, пожалуйста, Евгения Исаевна, расскажите нам. Мгм. Спасибо. Добрый день. Слышно, да? Слышно, видно. Мгм. Кстати говоря, Бараханова тоже было, мне, например, слышно. Я, во-первых, хочу попросить у вас прощения за свой гнусавый голос и бесперерывный или непрерывный, не знаю, как сказать, кашель. Нахожусь на удаленке, но простыла — это все итоги наших декад, декада Фамуса, декада Ламхо, ну и Северный форум, который прошел, конечно же, тоже с большим участием граждан Российской Федерации, очень известных ученых и так далее. Ну и, конечно же, те вопросы, которые касаются оказания помощи семьям мобилизованных, мы держим, конечно же, с самого начала на контроле. Ну, я вот немного хочу вспомнить о том, что когда 21 сентября, после обращения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы, понятно, стали все, ну, по крайней мере, я находилась в растерянности, как вы, но у меня было, ну, скажем, ну, первый раз, возможно, в жизни, что конкретно делать, чем заниматься, чем кому помогать. Ну и, понятно, вопрос появился, конечно, за счет собственных сыновей, например. Но, тем не менее, вот благодаря Анжелике Егоровне и, прежде всего, нашей Марии Егоровне, ну и тому, что у нас есть большой актив женщин, мы мобилизовались, надо сказать, потому что сразу же пошли звонки, вопросы были разного рода, ну, начиная, например, как остановить мобилизацию, почему всем дают. Особенно звонили артические лица, потому что, как известно, они раньше просыпаются, чем мы. Ну и были вопросы и школ, директоров школ, например, вот здесь города Якутска. Как объяснять учителям и как объяснять детям те или иные вопросы, которые касаются вот частичной мобилизации. Но так как мы до этого вообще-то с вами тоже помогали участникам операции, как вы помните, очень огромную помощь нам оказала Галина Накинтьевна Дантикова, наш депутат, когда благодаря ее поддержке мы 21 раненого, значит, нам удалось перевести в военный госпиталь имени Бурденко в Москве. Ну, об этом наверняка мы уже тоже говорили, писали. А здесь, конечно, готовясь к тому, что мы же не только будем, наверное, на вопросы отвечать, в общем, мы стали звонить, мы, это Анжелика Егоровна, Надежда Михайловна Зайкова, ну и другие, Общественная палата, начали, ну, по крайней мере, я позвонила 6 главам ВУЗов в части того, что женщины, например, говорят, задают вопросы, что же будет с нашим хозяйством, или кто же мне поможет там с коровами, кто-то, значит, наколоть дрова, лед привезти и тому подобное. И для того, чтобы помочь в селе наследие конкретной семье, конечно же, потребовалась примерно ну, такая сумма средств. Кто-то называл 30 тысяч в месяц,
кто-то называл 60 тысяч в месяц и так далее. В общем, мы втроем, вот Анжелика Егоровна, Мария Егоровна, и я приняли решение, что напишем обращение главе республики. Арсению Сергеевичу мы письмо написали, в котором, конечно же, половину нашего обращения, вот я его держу в руках, значит, здесь мы посвятили не только к тому, что скоро зима или там оказать помощь и так далее. Нас очень возмутил приказ военного комиссара республики в части того, что практически все мобилизованные мужчины, они увольнялись, и никаких гарантий насчет обустройства при их возвращении не было. Как будто наши мужчины должны увольняться в никуда. Ну, вот это наше письмо, оно было прочитано, и я очень, ну, если вот так коротко пробежаться, то я скажу о том, что мы попросили главу республики, чтобы со стороны администрации главы были направлены рекомендации во все администрации муниципальных образований улусов и городов. Это вот буквально 22 сентября этого года по организации дежурных хозяйственных групп для помощи семьям мобилизованных на военную службу мужчин и их одиноким пожилым родственникам в уходе за крупным рогатым скотом и, конечно же, по всем вопросам, которые касаются хозяйства, это источник вода, отопление и так далее. Ну и по поводу того, что какую примерно сумму расходов на оплату всех этих видов работ для хозяйственных групп можно было бы определить. И Министерство финансов попросили, чтобы вместе с администрацией был подготовлен проект распоряжения правительства о выделении средств из резервного фонда правительства и так далее. Ну и вышли на военный комиссариат в части того, что как можно предоставить отсрочку от призыва на военную службу специалистам и квалифицированным работникам жилищно-коммунального хозяйства. Ну и по поводу того, что все-таки параграф 4 приказа военного комиссара надо отменить. Ну и тем более в Госдуме на тот момент как раз и ночью поправка была принята в Трудовой кодекс, который давал мобилизованным гражданам дополнительные гарантии на сохранение рабочего места на период мобилизации. В общем, ну и по поводу, значит, вот, кстати, из северных улусов очень много женщин обращались по поводу того, что они приобрели билеты, невозвратные билеты Якутск-Москва, Якутск, Москва-Адлер, Москва-Махачкала и так далее. Ну и, значит, нам пришлось эти вопросы тоже параллельно решать. Ну, это вот первый пласт вопросов. Ну и вышли мы на как раз Минобороны 122 с тем, что вот по поводу того, что все-таки правительство Российской Федерации сегодня отрабатывает в части того, чтобы сохранить рабочие места для мобилизованных мужчин. А почему у вас вот такой приказ рисует сегодня, скажем, военный комиссар нашей республики? Ну, понятное дело, что ответа мы получили, и очень приятно, что 24 сентября Арсений Сергеевич провел совещание, но практически оказалось так, что, ну, вы, наверное, тоже все знаете, все в курсе о том, что очень серьезные были с его стороны приняты решения, которые вот курировала, я знаю, наш министр Елена Александровна. Это в части обеспечения, значит, средствами на оказание материальной помощи вот 10 тысяч. Ну и по поводу того, чтобы практически сегодня мы не должны были оставлять семьи мобилизованных, ну и тех, кто находился на операции, без каких-то средств к существованию, ну и, конечно же, без оказания помощи. Ну, отправить студентов на работу, это только вот в один вуз попросили, на работу студентов, значит, учителей практически больше не было в этом направлении. Ну и было 2 запроса в части обеспечения врачами. Ну, понятное дело, что мы вышли на министерство, и вот в этом плане эти вопросы, думаю, что решены, по крайней мере, больше к нам по этому направлению не обращались. Большую атаку мы выбили от фонда. Помните, значит, мы получили от фонда «Свободная Якутия», ну и от Раисы Зубаревой,
когда вот мы втроем, помните, да, то есть Анжелика Егоровна, когда совещание проводили, прямо звонили Марии Егоровне, и мне писали письма, что вы должны вот сказать, сколько человек, дескать, мобилизовано и собирается мобилизовываться и тому подобное. Как будто мы минимум военный комиссариат республики. Ну и так далее. Помните, как мы с вами выдержали а, две не совсем санкционированные какие-то митинги, в которых почему-то обвинили председателя Союза женских организаций нашей республики Анжелики Егоровны, ну и косвенно меня. Но я вот до сих пор вот придерживаюсь, что по-любому, значит, мы, конечно же, наших мужчин должны благословлять. Ну, пока что я в этом плане еще как бы не разуверилась, что это так оно и должно быть. Но чисто с точки зрения психологической помощи, ну, во-первых, женщине самой, ну и, конечно же, оставаясь со своим мужем, братом, сыном, конечно же, мы должны сохранять выдержку. И вот в этом плане я думаю, что та цель, о которой писали некоторые журналисты, что все-таки нужно серьезно относиться к моменту проводов. И вот в этом плане у Союза женских организаций, я думаю, что планы были хорошие, потому что я помню, очень интересно были фотографии с курсов, и когда проводились проводы, пусть там будет 3 мужчины или там 23 мужчины, дело ж не в этом, а дело в том, что мы, провожая своих мужчин, конечно же, надеемся на то, что они будут сохранять мужество, достоинство и, конечно же, человеческие качества, чтобы потом, понятное дело, никому не было стыдно. Далее, значит, мы занялись сбором средств. Мы собрали где-то около 1,5 миллиона рублей. А посылки, значит, мы стали отправлять в те части, которые находились здесь. Ну, я имею в виду на Дальнем Востоке. И первую посылку мы отправили с Коркутовым Георгием. Это в Бурятию, около 500 тысяч рублей. Ну, в основном мы, конечно же, узнав, что конкретно им требуется, требовались бензовики, но уже мы как-то наученные по работе по ликвидации в Верхоянском районе последствий паводковых вод, когда, значит, валом отправляли там подушки, матрасы и так далее. Мой университет тоже отправил новые матрасы, новое постельное белье, но мы при этом, узнав, что же требуется у нашей, значит, Екатерины Васильевны Наговицыной, поговорив с Иннокентием Михайловичем Андросовым, который представлял правительство республики, Дмитрием Дмитриевичем, мы приобрели около 500 комплектов, значит, камуфляжной одежды для тех мужчин, которые согласились и согласятся выйти на восстановительную работу дошкольных и школьных учреждений, что и было с нашей стороны, например, поддержано. Ну, то есть это как бы один из таких моментов. Ну, далее, значит, у нас были операции, так скажем, акции, которые касаются сбора средств, это гуманитарной помощи детям мобилизованных, и самим, значит, мобилизованным мы отправляли через наших волонтеров. Уже наши волонтеры, в том числе «Молодая гвардия», «Единая Россия», они уже 4 раза были в ДНР и ЛНР, и практически вот наши посылки возили они. И, конечно же, те видео, фотографии, их благодарности, я имею в виду наших бойцов, конечно же, своевременно мы получали. Второе, значит, наше направление – это оказание помощи раненым бойцам, это выделение федеральных квот. Вот, начиная первой к нам, значит, с запросом и с оказанием помощи пришла наша уважаемая Владорова. Ага, и спасибо огромное Галине Акинтьевне Данчиковой и министру здравоохранения Елене Николаевне Афанасьевой. Федеральная квота была получена, и я знаю, что значит, операция своевременно была проведена, и думаю, что сейчас, конечно же, более-менее сердце мамы успокоилась, что она теперь помогает всем другим. Вот такую огромную помощь, какую она всем оказывает, конечно же, хотелось не только, чтобы поддерживали мы, но и правительство республики. И я думаю, что
именно Светлана Владимировна достойна лично сама ордена Мужества за такое вот отношение к этому вопросу. Третье направление- это было, конечно же, обучение. А, Были молодые люди, которые не успели вовремя прибыть в Якутск, ну, опоздали и так далее. И спасибо огромное ректорату учебных заведений, значит, нашему университету, ректору Анатолию Николаевичу. Восстановительные, значит, моменты мероприятия и прием на обучение мы провели. Кроме того, значит, огромное количество значит, молодых людей, которые по разным причинам были мобилизованы, но были возвращены, вы в курсе знаете, из Хабаровска по разным причинам. Кто-то по зрению, кто-то там, значит, по другим заболеваниям. Мы тоже постарались, чтобы ну, здесь Мария Егоровна огромную работу проводила. Ну и, конечно же, мы старались помочь Марии Егоровне и нашим активистам. Четвертое, значит, направление- это вот то, что касается оказания психологической помощи. Здесь не только, значит, мы старались ну, ждать, когда женщины сами к нам обратятся. Ну, получилось так, что троим женщинам мы помогли трудоустроиться, детей, значит, устроить в дошкольные учреждения. Ну, здесь вот в городе Якутске, а то, что касается районов, то я бы хотела бы здесь сказать о том, что, конечно же, полезные, когда ну, любая семья, это где есть и дети, взрослые, чтобы они все были заняты полезными делами и так далее. В этом плане мы, конечно, всем главам написали письма, чтобы не было таких молодых людей, которые или прибыли, или, значит, были откомиссованы, или, значит, по каким-то причинам не попали на обучение. Помните, когда вышел указ президента Российской Федерации по поводу того, что очно-заочное тоже освобождается, имеет отсрочку и так далее, у нас был целый вал, и практически оказалось так, что мы уже вузы, где прием уже закончился, не могли это сделать, и здесь нам огромную помощь оказал ректор ЕИП, это Якутский экономико-правовой институт. И вот эта его позиция, надо заметить, была поддержана и военным комиссариатом. Поэтому я думаю, что вот в этом плане наш военный комиссар возвратил, скажем, наше уважение, да, и мы сейчас стараемся с ним тоже работать. Да, и я в заключение хочу попросить Анжелику Егоровну, чтобы наши все женские объединения сегодня все имеют, я знаю, списки семей мобилизованных, все знают детей, значит, в этих семьях ну, работа и так далее ведется. Вот недавно мы интересовались управлением образования города Якутска по поводу организации питания, например, отдельного для детей. Ну, видимо, во всех, значит, городах это дело у нас налажено. Поэтому я хочу попросить уважаемых подруг, дорогих женщин, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы такие активные. И, конечно же, вы больше и лучше других понимаете, что кроме нас, женщин, наверняка нашим мужчинам больше-то некому помочь. Но я имею в виду кроме органов власти, кроме, конечно же, тех структур, которые этим призваны заниматься. А вот то, что касается их человеческого отношения ко всему, конечно же, это во многом зависит от нас с вами. Поэтому я хочу вас попросить, значит, вот ну, я не буду говорить о времени и так далее. Вчера я слышала интервью нашего президента Владимира Владимировича Путина, который говорил о том, что второй мобилизации не будет. И вчера я увидела, что Государственная Дума приняла решение, которое касается обеспечения гарантированного трудового рабочего места. Ну и по поводу, значит, принято решение председателя правительства Российской Федерации, что будут открыты новые рабочие места и так далее.
в этом плане мы вместе вот с Анжеликой Боровной планируем, что в конце значит, этой декады мы займемся теми вопросами, которые касаются, конечно же, в вузах и городах обеспечения рабочими местами. Сегодня все правила тоже, опять-таки, по вузам и СУЗам они приняты. Ну и я думаю о том, что когда наш университет, Северо-Восточный федеральный университет, синициировал принятие значит, такой дополнительной значит, поправки к основным правилам, как индивидуальное достижение для тех молодых людей, которые ну, приедут осенью, и для них будут дополнительные баллы до 5. Это практически по всем направлениям специалитета, бакалавриата и магистратуры, как дополнительный балл к тому, что они будут иметь при поступлении или при собеседовании, или по единым государственным экзаменам. И я знаю, что сейчас работа в Государственной Думе вот в этом направлении проводится. Там изменения будут внесены в федеральный закон о образовании. Ну и я хочу попросить, возможно, у наших подруг есть какие-то предложения вот в этом направлении, особенно вот то, что касается обучения, там, здравоохранения и так далее, обеспечения лекарствами. Ага, и хочу, значит, Анжелику Егоровну попросить, чтобы мы уже, скажем, по итогам года могли сделать ну, или хороший отчет письменный, собрав информацию со всех улусов и городов, не только от женских организаций, а наверняка, прежде всего, от глав муниципальных образований. Потому что в республике, значит, призывной комиссии, вы в курсе знаете, руководит глава республики, а в каждом районе, городе, значит, в УЛОСе руководят главы муниципальных образований. Это их прямая обязанность. Все у меня. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо Евгении Исаевне за подробную информацию о нашей деятельности. Действительно, это очень важно. И сегодня, наверное, все, каждый улус, каждая семья, наши женщины сегодня думают о помощи нашим семьям. И вы совершенно правильно сказали, мы это возьмем на заметку, чтобы и Союз женских организаций, и Общественная палата зафиксировали все-таки отчет о помощи, потому что она вот органами государственной власти сама ведется. Это то, что они помогают. А то, что делает общественность, женсоветы, отцы, общественная палата, общественный совет, она действительно очень много ее, но мы должны сделать какую-то именно фиксированную информацию, отчет. Я полностью согласна. Ну, у меня, Анжелика Егоровна, благодаря вам и вашей скрупулезности, у меня вообще-то 52 страницы, ну, они там с фамилиями, цифрами и так далее, с датами, да, и, конечно же, хотелось бы, Очень чтобы хорошо. у вузов мы дополнили это все. Хорошо. Мгм. Спасибо. Разрешите предоставить слово. Все-таки мы хотим сегодня тоже послушать наши районы. Наталье Васильевне Барахановой, председателю Женсовета Нерюнгринского района. Пожалуйста. Добрый день, подруги. Слышно? Не слышно? А вы ее слышите, да? Вот нам ее не слышно. А может быть, другие слышат? Слышим, конечно, не так громко, но слышно. Тихо, но Да, слышно. мне тоже слышно Хорошо, тогда, пожалуйста. и даже видно. Вообще не слышно. Уважаемые коллеги, для тех, кто слышно, кому слышно, я, пожалуй, расскажу, а кому не слышно, я сформирую тезисно и отправлю обязательно в чат. Хочу сказать, что наш район отличается тем, что каждый третий практически в Нерюнгринском районе имеет родственника на территории ЛНР и ДНР, потому что наш район строился в большей части людьми, приехавшими из этой территории. Поэтому эта ситуация нас активизировала и сплотила как никогда. Значит, хотелось бы рассказать, наверное, о самых удачных инициативах Женсовета по поддержке семей военнослужащих и самих военнослужащих.
Во-первых, в самые первые дни объявления военной мобилизации Совет женщин Нерюнгринского района сформировал вокруг себя пул общественных организаций из 7 самых крупных общественных организаций на территории Нерюнгринского района для совместной работы по различным направлениям. Мы сразу 7 организаций под координацией Совета женщин разного абсолютно направления начали работать по сбору данных о тех людях, которые мобилизованы, о тех людях, которые мобилизованы, но планировали вернуться, и подготовили документы и направили пакеты документов в районную администрацию и в другие учреждения. То есть провели работу по формированию первичных списков необходимости этих людям и тех военнослужащих, которых нужно было вернуть по состоянию здоровья в Нерюнгринский район. Во-вторых, мы сформировали достаточно большой общественный пласт из числа активистов и вновь привлеченных для оказания единоразовой помощи семьям мобилизованных. Мы разместили объявления по всем направлениям, то есть это забота о детях, забота о пожилых, временное сопровождение, приготовление и доставка продуктов питания, помощь по дому, юридическая помощь и так далее для тех, кто оказался вот в этой ситуации. И хочу сразу сказать, что в первые 4 дня мы обработали 33 обращения, именно связанные с психологической необходимой помощью. Поэтому вторым нашим таким крупным шагом было создание именно психологического пула из числа психологов женщин, которые принимали участие в различных горячих точках в работе, а также в работе по кризисным ситуациям. Для того, чтобы эти женщины обучили психологов Нерюнгринского района, дали какие-то рекомендации, работали в школах и с семьями мобилизованных. Особенно, конечно, тяжело было прорабатывать с теми детьми, чьи отцы оказались в зоне военных действий, потому что нужно признать, что и работники образования, и семьи, и психологи оказались не готовыми к этой ситуации, ну, собственно, и мы тоже, не буду фальшивить. Следующим шагом общественная коллаборация влилась в работу созданного районного штаба. В районном штабе работали параллельно сотрудники Нерюнгринской районной администрации по приему семей мобилизованных и общественники, женщины, которые отрабатывали все вот обозначенные мной направления. Кроме того, мы провели несколько обучающих семинаров, как привезли сюда психологов за счет общественных организаций и провели обучающие семинары, тренинги по сохранению себя в этих ситуациях и по единению. Мы приняли непосредственное участие и стали инициаторами создания благотворительного счета по оказанию материальной помощи для семей военнослужащих. Сейчас этот счет составляет более 4 миллионов на территории Нерюнгринского района, с учетом того, что уже колоссальная сумма была потрачена из этих денег. Мы организуем из этого фонда адресную помощь семьям мобилизованных и тем мобилизованным, которые находятся за пределами Якутии в настоящий момент. При этом мы стараемся отрабатывать и со своими мобилизованными, и со всеми мобилизованными якутянами, потому что все мы понимаем, что они для нас едины. Кроме того, мы сочли необходимым особое внимание уделить работе со средствами массовой информации для формирования такого благоприятного и настроя единения в нашем обществе. Мы проводили мастер-классы и освещали их по созданию открыток. Мы приурочили юбилей ассамблеи именно к поддержке военнослужащих. Мы, у нас не было до этого на территории Нерюнгринского района так называемых волонтеров культуры, и тут быстро организовалось огромное количество людей, преимущественно женщин, которые готовы были шить все то, что им можно было передавать на фронт. И тут огромное спасибо хочу сказать Анжелике Егоровне, которая включила нас в республиканский штаб, что позволило нам оперативно получать какие-то необходимые для нас лекала, какие-то необходимые вопросы решать, находить контакты и так далее. Но вот сейчас эта работа продолжается. Основное наше направление, как женщин, все-таки поддерживать такой благоприятный настрой, поддерживать веру
в наших сердцах. И, естественно, сейчас мы работаем уже не обособленно, мы работаем параллельно с нашими органами власти, которые всячески оказывают нам в этом плане поддержку. Во многом для нас эта ситуация трудна и на настоящий момент. Еще особенно большой проблемой для нас становится логистика, когда мы пытаемся передать что-то необходимое или забрать что-то необходимое, или забрать нашего раненого бойца с территории военных действий. Но общими усилиями координационной работы вместе с вами, подруги, мы достигаем желаемых результатов. Вот, собственно, наверное, все. Еще раз, 3 основных достижения. Это формирование пула общественных организаций, пула добровольцев вокруг наших общественных организаций и формирование фонда на территории нашего района. Вот это наши инициативы и практики, которые работают. И я надеюсь, что у вас дела обстоят так же и даже более продуктивно. Большое спасибо. Простите, отключусь. Селектор с главой района. Успехов. Вас было слышно, но так чуть-чуть тихо, а так хорошо было слышно. Большое спасибо за вашу работу. И действительно очень важно, чтобы сегодня в районах, они вот во время мобилизации были эти штабы созданы, но постепенно они как бы перестали такую активную деятельность, но думаю, что где вот есть волонтерские центры, да, и вот проект «Мы вместе», да, штабы общественные, они не должны переставать работать и закрываться, потому что мне звонили с района и говорили, он у нас был открыт, не с района, а с поселка Жатай, а на настоящий момент не работает. Я думаю, что все равно на базе вот в центре по работе с волонтерами обязательно эти центры работают, будут работать еще, значит, и в 2023 году, ну и постоянно. И очень хорошо, что вот Нерюнгри оперативно мы подключились и решали действительно такие важные вопросы. И сейчас то, что касается посылок, действительно сейчас уже можно отправлять адресную посылку. Об этом я обязательно напишу вот в нашем WhatsApp-чате, вот, который есть для председателей, и просьба передать всем семьям мобилизованных. Слово предоставляется Туяре Яковлевне Семеновой, Усьянский район, и подготовиться Хангаласскому улусу. Туяра Яковлевна, пожалуйста. Мы вас видим, но, видимо, там с интернетом, да, вопросы? Мы вас видим, но не слышим. Хангаласский улус. У них нету связи, да? С Усьянском. Хорошо, вот со связью действительно у нас сейчас Сберджаз, и Сберджаз бывает не постоянная такая связь, и если вы вылетаете, пожалуйста, сразу заходите обратно, и вот поступите, сразу окажетесь вместе с нами. Так, пожалуйста, по этому вопросу еще есть какие-нибудь выступления, предложения? Действительно, вот Усьянский район, Хангаласский готовились, но, видимо, какие-то форс-мажорные обстоятельства. Намский район, пожалуйста, очень кратко. Ну, мы также совместно с администрацией работаем. У нас тоже создан штаб по работе с семьями мобилизованных. Помогаем им в психологической помощи. Также у нас есть волонтеры, которые подключились. Вот сразу шьем одежду теплую для наших мобилизованных. И ко всей деятельности мы прилагаем свои усилия. И вот вчера раненым бойцам отправили продукты, чтобы они подкрепились едой домашней и скорейшего им выздоровления. И вчера тоже вот сдали в штаб волонтеров 5 ящиков и 2 баула тоже теплых вещей, которые шили сами, присоединяясь вот к призыву нюрбинских подруг с любовью от мам Якутии к акции. Большое спасибо. Мы вот всех благодарим. Действительно, эту акцию не только, ну вот Нюрбинский район начали, это и в Горном районе, и в Сунтарском районе, в Алекминском районе. Ну, география очень большая, в Усьянском районе.
Туяра Яковлевна так и не подсоединилась. Вы слышите нас, да? Можете говорить, да, Туяра Яковлевна? Мы вас видим, но, видимо, связь очень плохая. Громче. Меня слышно, да? Меня слышно, да? Ага. И также у нас в районе сразу был создан районный штаб, куда вошли общественные организации под руководством первого заместителя главы Сидорина Валерия Юрьевича. Женсовет, мы совместно с этим оперативным штабом активно работаем. Всего у нас мобилизованных на сегодня 33 ребята, из них 9 добровольцев и 3 контрактника. Сразу же в первые дни мобилизации в районе, решение районного штаба под руководством главы района, все мобилизованные получили материальную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и от администрации поселений местных, да, поселка Депутатский, поселка Усть-Куйгана, Слегов, Сайлы, Хаир, Казачья, дополнительно материальную единовременную выплату в размере тоже по 100 тысяч рублей. А также наши ребята получили республиканскую поддержку 200 тысяч рублей. Конечно, там возникали вопросы, но мы активно работали с координационным советом и помогли семьям наших мобилизованных. Наши матери, сестры активно сразу включились в нашу общественную работу, участвовали в акции «Тепло для солдат», шили теплые носки, кенчи, рукавицы, связали теплые носочки, и все материалы были приобретены спонсорами неравнодушных людей района, а также союзных организаций. Все эти теплые вещи были переданы, отправлены в координационный центр. Также у нас работал юрист от Общественной палаты республики Григорьев Егорий Иннокентьевич. По всему району мы благотворительные акции проводили, своих не бросаем, поддержку наших мобилизованных ребят. И в один день, за 2 часа мы в поселке Депутатский собрали общественники, женсоветы, общественные организации «Матери России», организации и учреждения более 165 тысяч рублей. Женсоветы также активно включились, и женсовет село Наслега Усьянск собранные деньги передали мобилизованным семьям поселка Депутатский, так как от поселка Депутатский большинство ребят были мобилизованы. Угу. На сегодня мы участвуем в акции «Единая Россия» по изготовлению поздравительных открыток для бойцов военной спецоперации «Новогодняя почта». А также вчера у нас прибыл зеленый рейс, и все наши, это в районе, все наши семьи мобилизованных, добровольцев и контрактников получили свежие овощи, фрукты. В поселениях активно администрация помогает с доставкой дров и льдов. Угу. Провели вечера для матерей наших образ бережно хранимый. Туяра Яковлевна, большое спасибо. Немножко вот связь с опаздыванием приходит. Большое спасибо, что вот в наших северных районах тоже ведется такая большая работа. Связь у нас с вами не очень. Если, допустим, даже центральные промышленные районы сразу могут выйти на связь, мы с вами тоже выходим, и дай бог, все будет хорошо. И большая просьба ко всем, да, первое – это провести акцию к Новому году, да, по новогодним подаркам, чтобы ни одна семья не осталась без внимания. Все семьи мобилизованных, дети должны, для них должно быть проведено хорошие утренники и детские подарки. Большая просьба. Все вместе мы работаем, и не дай бог, одна семья или один ребенок останется, это уже будет морально очень тяжело им. Поэтому большая просьба, да. И второе – это вот психологическая помощь. Если все помогают и дровами, и печку, да, там топят. Самое главное сегодня наших женсоветов – это моральная поддержка. Все просят очень моральную поддержку, это очень важно. Сегодняшние
дни, перед Новым годом, ну и вообще, чтобы было внимание, хотят выговориться. Вот, например, сегодня у меня было 2 звонка, и я потратила 30 минут на каждый звонок. Ровно час я потратила 2 звонка. Люди рассказывали, как они живут, какие проблемы, что бы им хотелось. И вот это вот мы все фиксируем. И также, пожалуйста, работайте со всеми адресно. Хорошо? Сейчас разрешите предоставить слово, наверное, вот по данному первому вопросу Елене Александровне Волковой, министру труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Мы с ней тоже плотно работаем, и сегодня она нам даст конкретную информацию вот по нашему по первой повестке, по первому вопросу. Добрый день, уважаемая Анжелика Егоровна, уважаемые коллеги, участники совещания. Я сегодня, значит, ну вот в рамках отведенного времени проинформирую, коллеги, вас по реализации указа главы Республики Саха-Якутия от 25 сентября 2022 года за номером 2603. Ну, вы все очень хорошо знаете, что этот указ глава республики подписал буквально в течение нескольких дней после объявления частичной мобилизации. И этот указ был, так скажем, это комплекс мер, направленных на поддержку семей военнослужащих, значит, и был выпущен в числе первых, да, среди регионов Российской Федерации. И, в общем-то, те меры, которые были направлены, они тоже были, значит, оперативно, так скажем, и разработана нормативно-правовая база для того, чтобы они могли быть реализованы, это во-первых, да, для того, чтобы отладить межведомственное взаимодействие и, собственно говоря, чтобы эти меры дошли непосредственно до семьи. Вы очень хорошо знаете, что указ главы сегодня предусматривает 7 мер поддержки, но уже буквально на днях, значит, глава республики подписал обновленный указ, который расширил эти меры поддержки, и сейчас я о них, ну, в принципе, от начала до конца постараюсь достаточно сжато рассказать. Первое – это вы очень хорошо знаете про единовременную денежную выплату, которая составляет 200 тысяч рублей на семью. И, соответственно, концептуально эта мера была направлена именно на эти семьи, наши семьи, из которых ушел, значит, муж, отец или родной человек, и семья, собственно говоря, осталась именно в ситуации, когда ее необходимо достаточно быстро поддержать именно, так скажем, в материальном плане, да, поскольку доходы, значит, работающего человека, они на определенное время они, значит, так скажем, выпали, да. И, значит, что мы делали, начиная с принятия данного указа, для того, чтобы обеспечить доведение этих средств, да. Значит, во-первых, необходимо было с военным комиссариатом Республики Саха-Якутия сформировать сведения о том, что сегодня наши люди направлены, они не просто мобилизованы, но они зачисленные войсковые части. Вы очень хорошо знаете, что у нас по тем или иным причинам были люди, которые возвращались, да, то есть, значит, и их численность, ну, в общем-то, она, ну, вы наверняка знаете, достаточно серьезная, и поэтому для того, чтобы, значит, вот эти сведения сформировать, необходимо было обратиться в войсковую часть и попросить предоставить соответствующий приказ о зачислении. Почему я достаточно подробно об этом говорю? Ну, и, в принципе, это, значит, сегодня, значит, да, это в средствах массовой информации, вы знаете, значит, именно вот эта процедура, она предопределила определенные, да, вопросы, значит, отдельной части, да, наших заявительниц, и от мам были заявления, и от супруг. И, соответственно, значит, по определенной части наших бойцов такие приказы были очень оперативно предоставлены. По определенной части были определенные, так скажем, значит, в силу организационных вопросов, очень хорошо, наверное, мы представляем, что и, значит, вообще в стране, значит, это ситуация для нас впервые за многие десятки лет. И, конечно, да, есть и организационные вопросы, которые потребовали определенное время. На сегодня я, значит, вам хотела бы сообщить, что практически все сведения, которые, да, значит, подтверждают зачисление наших граждан в войсковые части, они собраны.
да, вот, и это, да, это именно приказы о зачислении, и 96%, значит, от полученных сведений мы уже перечислили. Я сегодня не могу озвучивать цифры, да, сколько их, какие объемы средств, это очень серьезные средства, да, но мы имеем, значит, я вот вам, коллеги, подруги, говорю о том, что тоже здесь нужно быть определенно, значит, осторожными, потому что это сведения, значит, они касаются, ну, они специфические, да, и они не просто персональные сведения о самих военнослужащих, о их семьях. Они сегодня, значит, включены в приказ Федеральной службы безопасности, который гласит о том, что в случае попадания таких сведений в руки иноагентов, они могут являться основой для национальной угрозы национальной безопасности. Поэтому, ну вот здесь, наверное, не стоит дольше останавливаться, поэтому, значит, мы говорим сегодня в целом, да. Поэтому осталась определенная небольшая часть, значит, наших граждан, которые мы продолжаем через военный комиссариат республики, значит, и не только. У нас налажена связь, наверное, из средств массовой информации. Вы знаете, что мои заместители неоднократно, значит, были направлены, командированы. Мы были во всех войсковых частях, абсолютно во всех частях Восточного военного округа, для того, чтобы эти сведения были получены. Поэтому осталась небольшая часть, которую, я думаю, что мы завершим. Александр Владимирович Авдонин об этом вчера или позавчера мы были на передаче, значит, Якутия Лайв, тоже сказал, что процесс идет к завершению, поэтому, значит, все средства, которые, значит, пока по нашим мужчинам, которые будут подтверждены, будут направлены незамедлительно. Это вот в части вот этого небольшого, значит, оставшегося, да, так скажем, числа. Вот. С чем мы сегодня, значит, еще наше управление социальной защиты, да, в параллели занимаемся. Мы параллельно, значит, фиксируем сведения о родных, да, о супругах, о детях. Для чего это делается? Для того, чтобы, да, значит, в порядке межведомственного взаимодействия передавать эти сведения через МФЦ, и тогда органы образования сегодня уже, да, они имеют доступ к сведениям, и они в проактивном режиме, то есть без заявления, назначают соответствующие выплаты, также по указу главы, значит, в отношении это бесплатного питания, в отношении обнуления платы за детские сады, в отношении, значит, оздоровления детей военнослужащих, в отношении назначения специальной стипендии, значит, специальной социальной стипендии для студентов, значит, профтехобразования, ну, студентов наших военнослужащих, да. И поэтому, значит, ну, вот в этих целях было сформировано, значит, вот порядок межведомственного взаимодействия. Это вот это комплексное заявление, которое подает один раз семья, соответственно, значит, через вот, ну, подтверждение органами соцзащиты и родства остальные органы теперь имеют право без заявительном характере для них предоставлять эти сведения. На этом не заканчивается, да, значит, так скажем, система мер. Вот сегодня глава республики, я, как уже сказала, актуализировал еще раз это решение. Соответственно, значит, Министерство здравоохранения будет подключаться к этой работе, и вот эти сведения будут также через межведвзаимодействие получать и назначать. Значит, новый указ главы, я, значит, скажу, 7 декабря подписан, то есть это буквально вчера, за номером 2709, в соответствии с которым система мер расширена на, значит, оказание материальной помощи на газификацию жилых домов, на оказание бесплатной юридической помощи, на оказание психологической помощи и обеспечение детей военнослужащих в возрасте с рождения и до 3 лет адаптированной молочной смесью. Вот это вот, если психологическая помощь, она, в общем-то, изначально, да, уже была организована и предоставлялась. Здесь активно работает Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, да. Значит, вот обеспечение детей военнослужащих в возрасте с рождения до 3 лет адаптированной молочной смесью – это вот новая
значит, мера поддержки. И, соответственно, здравоохранение также включается уже в эту систему, будут получать сведения уже то, что подтвердила соцзащита, для того, чтобы уже в проактивном режиме назначать и эту меру поддержки. Что касается, значит, газификации, мы уже это поручение глава республики давал в октябре месяце. Постановлением правительства порядок предоставления внесены дополнительные категории. То есть на сегодня ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены семей военнослужащих специальной военной операции имеют право получить меру поддержки до 150 тысяч рублей на подключение газификации их жилого дома, без, что очень важно, без учета их дохода. Да? Эта работа проводится. Буквально, значит, практически раз в 2 недели проходит оперативный штаб по газификации. Сегодня вот буквально до обеда также рассматривали. В целом на данные цели предусматривается в этом году 168 миллионов рублей. Ну и вот в конце года мы уже попросим органы местного самоуправления и анализ такой подведем, сколько из этих средств было направлено непосредственно на поддержку семей, значит, наших военнослужащих. Но эта работа, она стоит на контроле и, соответственно, значит, уже реализуется. Так, Значит, чтобы мне бы здесь еще, на чем хотелось бы остановиться. Также, да, Министерством образования проводится сейчас работа по заключению договоров на целевую контрактную подготовку. Соответственно, для обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств государственного бюджета. И через органы социальной защиты во взаимодействии с Минздравом, значит, у нас есть возможность предоставить санаторно-курортное лечение для родителей военнослужащих 1 раз в 3 года. Этим правом может воспользоваться, значит, каждый родитель. Это может быть за пределами, а может быть и в пределах, понятно, в Республике Саха-Якутия. За пределами предусмотрен, значит, принцип компенсации расходов понесенных, а в тех санаториях, которые у нас расположены в республике, но это конкретно, значит, Абырал и Чебдик, здесь у нас предусматривается авансирование. То есть авансирование до 80% мы можем направить на путевку, и, соответственно, уже такая путевка будет предоставлена. Значит, что здесь еще бы мне хотелось, на что обратить внимание? Значит, есть у нас семьи военнослужащих, а военнослужащие давно уже так скажем, проживающие, зарегистрированные за пределами Республики Саха-Якутия. Да? Вот этот момент, наверное, очень важно, чтобы и наши коллеги в районах, значит, знали, что поскольку вообще все миры, они, конечно, сконцентрированы на жителей Республики Саха-Якутия. И понятно, что когда мы подтверждаем это право, мы смотрим еще и регистрацию. Да? Но это по всем направлениям, кроме, вернусь к мобилизованным, да, вот в отношении мобилизованных, которые ушли из Республики Саха-Якутия, здесь все равно есть привязка значит, к республике. Вот для них, значит, мы регистрацию не смотрим, да, вот, поэтому, значит, но в целом, да, по всем мерам поддержки, конечно, вот эта регистрация, она обязательна. Но есть семьи, в которых, например, сын, да, допустим, да, давно проживает в других регионах Российской Федерации, и вот он, значит, тоже сегодня мобилизован или контрактник, в большей степени это контрактники, и, соответственно, например, ну вот ранен, да, женщина, мама, да, должна выехать, но она, значит, сегодня, допустим, мама многодетной семьи. Это конкретный пример. Да? Вот для таких женщин, для таких матерей, да, или значит, родственников мы предусмотрели в рамках государственной социальной помощи на основе социального контракта возможность адресной материальной помощи, чтобы семью поддержать, и человек мог, ну, выехать, да, например, здесь и сейчас. Вот. Даже если, значит, член семьи
ну, является жителем другого региона. Значит, большую, конечно, здесь работу также совместно с Поспредство сегодня у нас в Москве проводит по организации работы с ранеными. Да? Вот. Сегодня я, в принципе, могу озвучить значит, размеры и средств, которые направляются, да, в виде материальной помощи в связи с ранением. Значит, гриф ДСП до недавнего времени был, значит, на данных нормативных актов. Сегодня мы говорим, значит, гриф ДСП снят, и мы можем говорить об этом. Значит, в связи с ранением через органы социальной защиты направляется, значит, если это ранение легкой степени, это за счет регионального бюджета. Коллеги, надо понимать, что я сегодня говорю только про региональный бюджет, а федеральный бюджет еще это большой, значит, пакет мер социальной поддержки, который идет, да, через Минобороны и военный комиссариат, о которых я сегодня не говорю, ну, как бы в силу полномочий. Но вообще вся эта информация есть. При необходимости, значит, да, если Анжелика Егоровна вот посчитаете нужным, да, отдельно мы дадим разъяснение и по федеральной части. Да. Вот сейчас я говорю про региональный. Так вот, при ранении, значит, при легкой степени ранения это 500 тысяч рублей, при тяжелой степени это 750 тысяч рублей, значит, направляется самому раненому, да, бойцу. Есть ситуации, когда, значит, вот эта степень тяжести, она сразу в госпиталях не определяется. И нужно здесь, значит, понимать, что вот эта степень тяжести определяется военно-врачебной комиссией, которая является исключительным полномочием федерального уровня. То есть это медики, военные медики, которые имеют соответствующие полномочия. Другой вопрос, что вот когда мы поняли, что как оказалось, да, вот эта справка, значит, о тяжелой степени тяжести, она достаточно имеет такой длительный характер, да, соответственно, было принято решение, значит, летом внесли изменения, и теперь, значит, даже если человек не имеет, ну, значит, так скажем, справку, в которой вообще не указано, то либо легкая, либо тяжелая, мы сразу выплачиваем 500, чтобы не заставлять семью как бы находиться в режиме ожидания. И как только справка, точнее, как только эта комиссия проходит, военно-врачебная комиссия определяет уже степень, и эта степень тяжелая, да, сразу уже идет доплата в размере 250 тысяч рублей. Вот, значит, что еще здесь тоже важно? Родные всегда хотят выехать, да, выехать в госпиталь. Значит, по линии Минобороны отмечу, что есть возможность при тяжелой степени ранения выехать, они оформляют военно-перевозочные билеты, то есть проезд туда-обратно при тяжелой степени Минобороны оплачивает. А за счет регионального бюджета, неважно, какая степень, легкая она или там, значит, тяжелая, и даже здесь мы пошли на, так скажем, такие, как сказать, моменты. Мы принимаем мы принимаем любую копию любого документа, чтобы человека быстро отправить. Да? Ну вот мать или супруга летят, и, значит, 41 тысяча рублей, значит, она не привязана ни к билету, ни к каким-то расходам, да, допустим, там мы не требуем, да, соответственно, 41 тысяча рублей, значит, направляется, и человек... Это, почему 41? Это привязано к величине прожиточного минимума. Две величины прожиточного минимума. Значит, такая сумма предоставляется также в поддержку. Ну и, значит, конечно, здесь большую работу также и Поспредство с нами проводит. Они закрепляют, значит, за каждым раненым представителя Поспредства, значит, либо своего там, либо сейчас вот вообще созданы опорные пункты во многих городах, там в Ростове и так далее. И, значит, либо это волонтер, который взаимодействует с конкретным человеком, да, и мы просим там централизованно собирать пакет документов, начиная там заявления и документов, какие имеются в принципе, они нам направляют по закрытым каналам связи, и мы берем это все в обработку. Вот, значит, ну, что бы мне хотелось здесь дополнить, да, ну, вот знаете, что здравоохранение очень плотно сейчас работает, наши медики в Москве занимаются, да,
значит, вот тоже я здесь не буду, наверное, погружаться, что идет по линии Министерства труда. У нас, вы знаете, есть реабилитационный центр в городе Якутске на Рихарда Зорге, он так у нас в народе называется. И в рамках него мы с лета, это примерно с июля, значит, с августа, мы принимаем, значит, тех граждан, которые уже вернулись, и, соответственно, есть потребность социальной реабилитации. Там у нас, значит, предоставляется на самом деле комплексная медико-социальная реабилитация, то есть она включает в себя, значит, элементы медицинской реабилитации, значит, начиная с физио различных там терапевтических процедур, это лечебные массажи, это лечебная физкультура, соответственно, это может быть и медикаментозная, ну, по назначению, да, врачей. Но в нашем случае, да, мы делаем упор все-таки на социальную реабилитацию по своим полномочиям, и большой упор сегодня, значит, будет сделан именно на включение в эти программы, значит, элементов трудовой реабилитации, значит, начиная с консультативных вещей, заканчивая предложением конкретной помощи в последующем, значит, трудоустройстве или выстраивании вот траектории, так скажем, трудовой деятельности. Ну, потому что понятно, что при получении определенных, да, ранений, ну, ситуации таковы, что требуется сегодня уже сопровождение с точки зрения, да, профессиональных вот последующих вот этих вот, значит, возможностей. Вот. Ну и, наверное, завершая, да, потому что тут, в принципе, много можно говорить, как бы, какая работа была и так далее проведена. Значит, что на сегодня, какие каналы связи есть, да? Телеграм-группы сегодня созданы во всех районах республики, и эту работу, значит, сегодня проводится под руководством зампреда правительства Республики Балабкиной Ольги Валерьевны, да. Есть назначенный в администрации главы правительства куратор Слепцова Дарья Васильевна, которая держит связь со всеми, значит, группами, 36 групп, которые созданы по каждому району, где у нас, значит, представители органов местного самоуправления, там общественник и, соответственно, значит, родные и близкие военнослужащих. И те вопросы, которые не могут быть решены силами районов, понятно, да, районы большую работу с общественностью проводят непосредственно, да, по оказанию поддержки, там, начиная там колка дров, там, вода и прочие вещи, но есть вещи, которые должны решаться вплоть до федерального уровня, и это уровень Министерства обороны. Вот такие вопросы, они через эти телеграм-группы, они уходят на уровень зампреда республики, аккумулируются и, соответственно, уходят, значит, ну, как бы по адресу. Так, и, ну, понятно, да, вот есть телефон 122, который сегодня работает по всем вопросам, и мы все органы власти абсолютно задействованы, значит, в процессе, да, значит, деятельности вот этого телефона 122. Ну и, конечно, значит, по всем вопросам, какие вот, значит, возникают у наших семей, значит, по выплатам, по какой-то вот поддержке, да, каждая семья может обратиться в управление социальной защиты непосредственно с тем, чтобы, значит, задать вопрос уточняющий, либо обратиться за помощью, и, соответственно, мы будем эти все вопросы и рассматривали, и будем рассматривать. Вот. Ну, наверное, завершаю. Спасибо. Большое спасибо Елене Александровне, потому что очень важно, чтобы сегодня очень приятно слышать, что вот созданы группы, да, ну, в телеграм-канале, да, кто вы сказали, Дарья? Да, Слепцова Дарья Васильевна, и эти телеграм-группы работают. И очень здорово, что в этих группах представлены общественность, ну вот от района, да, надеюсь, и в том числе и женсоветы, советы отцов, общественные наши советы, и оперативно все решается. Мы на это очень-очень надеемся. Евгений Можно Саев, задать вопрос, и Анна вернее, Владимировна. Хорошо. у меня предложение, значит, Елена Александровна, можно ли как-то отметить очень такую интеллигентную, культурную, очень выдержанную, терпеливую работу Анастасии Никифоровой. Анастасия, по-моему, Степановна, да? Которая директор департамента социальной политики. Если она, ну, в общем,
столько у нее терпения, столько к ней обращений, это особенно от родителей, и надо отметить, что она всегда все правильно, очень грамотно, четко отвечает. Поэтому это я от имени отцов, кстати говоря, всех мобилизованных, которые обращались к ней. Все же звонят, спрашивают, когда, что, куда поступит и все такое. И вот о чем вы говорили, она это все правильно доносит. И я так думаю, что то, что у нее телефон постоянно занят, как раз это от того, что она ведь и сотовый свой номер тоже отдает всем. То есть это практически говорит о том, что человек все 24 часа в работе. Спасибо. Спасибо огромное, Евгения Исаевна. Это всегда очень приятно, тем более от Евгении Исаевны получить вот такой отзыв. Действительно, коллеги работают, ну, если уже так сказать, значит, уже 3-й месяц без выходных. И, собственно говоря, вот этот огромный пласт, как бы, который вот, значит, есть, ну, мы надеемся, что он будет завершаться, значит, все-таки. И я обязательно передам коллегам, это очень будет приятно для них. Вот действительно, значит, работа идет непосредственно и с нормативной базой, и с людьми, и добровольцы. И сегодня у нас тоже было достаточно много. Ну, то есть спасибо огромное. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Анжелика Егоровна, Татинский УЗ. С Ага. выступлением хотите. Елена Александровна, согласно постановлению 604 правительства Республики Саха-Якутия, там конкретно за пределами, я представитель санатория Бесчегда. На сегодня санаторий Бесчегда готов принять матерей, готов принять родителей, семей, да, на санаторно-курортное лечение. Но согласно 604 постановления, за пределами выезжающие должны будут в пределах 60 тысяч, они вначале оплачивают, потом возмещают расходы или как? К нам обращаются матери. Естественно, матери, которые дети находятся, ну это да, поэтому они очень такие потерянные. Я им объясняю, согласно того постановления, они должны были фактически пройти курс лечения, оплатив 60 тысяч, потом возместить расходы, да? Смотрите, значит, вообще с руководством нашего постоянного представительства, да, мы этот вопрос обсуждали, да, и в БЭСЧе, должны были быть не размещены родители не на платной основе, а в рамках государственного задания. В данном случае вот эти, значит, средства, которые по 604 по указу главы, 604 это постановление правительства, это порядок реализации указа главы. Значит, это общие правила, значит, компенсации расходов санаторно-курортных учреждений, и неважно, они не привязаны там БЭСЧик до этого или какой-то иной санаторий. Действуют общие правила до 60 тысяч рублей, соответственно, в рамках именно, значит, компенсационного, да, механизма. То есть человек заплатил, предъявил, и мы ему возместили. А БЭСЧик, да, и как, насколько мне сегодня, значит, не сегодня, а этот разговор уже был, наверное, практически уж 2 месяца тому назад, значит, должны были предусмотреть именно объемы для бесплатного предоставления этих услуг на территории, в смысле, на базе БЭСЧГД в рамках государственного задания. Ну, давайте мы сейчас этот вопрос, наверное, не будем как бы продолжать. Надо этот вопрос обсуждать еще дальше, раз он сегодня фактически, ну, и остается, как сказать, видимо, видимо, вопрос остается открытым. Давайте будем уточнять еще дополнительно. Ну, у нас есть единый порядок, да, реабилитации, восстановительного лечения участников. Там в течение 20 дней мы принимаем бесплатно. На сегодня уже 9 раненых, да, они находятся на реабилитацию. Поэтому этот порядок действует, но там конкретно написано не супруга, а матери, согласно вот этого, должны пройти отдельно санаторно-курортное лечение, не реабилитация, на 14 дней. Давайте тогда конкретные предложения у нас от Союза женских организаций по данному вопросу напишем. Да, тогда. это необходимо. Почему? Мгм. Потому что 60 тысяч на сегодня выложить родители не в состоянии. Потом возместить. Хорошо, понятно. Спасибо большое за вопрос. Татинский УЛУС, слушаем.
Добрый вечер, коллеги, женщины, подруги. Общественный штаб Татинского УЛУСа. Ну, если рассказать о деятельности нашего штаба, конечно, наш штаб организован 25 сентября и работают в основном женщины-руководители, члены Женсовета и члены общественной организации «Матери России». И работа по таким направлениям, как прием гуманитарной помощи, адресная помощь военнослужащим, оказание психологической, юридической помощи. И самое тяжелое для нас было организация проводов военнослужащих. Начнем с того, что из нашего УЛУСа было мобилизовано свыше 60 наших мальчиков и отцов, и еще из других военных комиссариатов наших земляков свыше, около 40 человек. Поэтому мы работаем с семьями и женами более 100 человек. И нами организованы сразу, первыми подключились 50 индивидуальных предпринимателей по сбору необходимых вещей, оборудований. Нами собрана материальная помощь больше 1 639 000 рублей. Из них по обмундированию 1543 на сумму 800 с копейками. Это было куплено вещей именно по заявкам наших мобилизованных, которые были во время учения в Приморском крае. И организованные экспедиции, выехали наши руководители, начальник управления и глава сельского поселения, и побывали в 11 военных частях Приморья Уссурийска и передали нашим детям посылки и необходимые вещи. Также у нас такие с любовью приготовлены стельки из конского волоса, бабушка приготовили, сшили эти кальцоны, шарфы. И самое главное, изготовили харысхалы мандар уса. Это больше 100 штук мы отправили, обереги для очищения огнем салгысом. Это так называемый этинг туспитмагада. Мальчики наши очень радовались, когда получали вот это распечатанные цветные карты Украины. И самое главное, письма наших детишек. Отправлено свыше 250 писем. Говорят, наши мальчики сейчас эти харысхалы, обереги и письма наших детей с собой в карманах носят и каждый раз смотрят. И письма старшего поколения в рамках декады пожилых людей. Агасастах Джон Алгыга. Вот это тоже отправлено. Сейчас помощь оказывается всем семьям, как и в сельских поселениях. Это помощь в виде наколки дров, заготовки льда, подвоза воды. Еще есть такое очень хорошее, такая-то ощутимая помощь подключения к ПЧС семьям мобилизованных, потому что отцы уехали, и вот в некоторых поселениях очень хорошо проводится эта работа. Еще льготные такие, помимо мер поддержки у нас такие меры поддержки, как освобождение от всех налогов семей мобилизованных, и еще подвоз каменного угля в размере 100 тонн всем семьям с печным отоплением, с тем, кто с гаражом, по 5 тонн. Еще посещение культурных мероприятий всех членов семьи бесплатно, бесплатный проезд в автобусах, бесплатное посещение бань сельских. Вот такие меры поддержки есть. Еще у нас по работе штаба появилось, к сожалению, такое направление, как оказание помощи раненым бойцам, не только своим землякам, к сожалению, есть такие наши земляки во всех госпиталях, не только нашим землякам, но и всем землякам-якутянам. Мы отправили со Светланой Владимировной, очень близко работаем, отправили гуманитарную помощь, мясо, караси, татинское масло, бруснику, сироп и все такое, потроха, котлеты из рыб. И еще вот сейчас наши бабушки и женщины, которые занимаются, очень активно начали участвовать в акте «От мам Якутии с любовью». И в предпраздничные дни у нас елка добра
все подарки разобраны, у нас детей 89, и мы собираемся организовать елку для детей мобилизованных 27 декабря в театре специально для таких детей. Мы сегодня отправили всем пригласительные, дети очень рады и уже ждут. Большое спасибо. Большое Ага. спасибо. Столько работы. Это, представляете, это каждодневный труд. Большое, огромная вам благодарность. И хочу сказать тоже пожелание Емельяновой Марии Егоровны. Она, к сожалению, сейчас находится, ну, не смогла принять участие в онлайн, да, как всегда, Мгм. в делах. Да, мы с ней Да, встречаемся. передала Вот. огромная благодарность всем женщинам, всем женсоветам, матерям России, матерям Республики Саха-Якутия, сестрам за огромную помощь. И хочу передать ее пожелание, что вот когда выезжают с районов, чтобы привозили не только своим, а вы правильно сказали, Да. нашим Да, мы так и отправили. Якутии, независимо с какого района, или они с Алдана, Нерюнгри, Татты, Намского, Мгм. или Усьянского, Улусов, мы все вместе, это все наши дети. Большое вам спасибо. Действительно, Татинский район проводит очень большую работу. Мы с Михаилом Михайловичем тоже бываем на связи вот по таким важным вопросам. И большая просьба также нам отправить информацию уже о деятельности вот общественных организаций, женсоветов, и вот нам непосредственно, и в Общественную палату Республики Саха-Якутия. Как раз вот сейчас мы выезжает в районы председатель Общественной палаты Республики Саха-Якутия Бугаев Николай Дмитриевич, который сам непосредственно был несколько раз в этих Да, на горячих территории. точках, и будем встречаться тоже вместе с вами. Большое вам спасибо за работу. Ну, будем заканчивать, наверное, первый вопрос. Это важный вопрос, поэтому мы уделили 1:25 практически этому вопросу. И предлагаю в решение нашего пленума по первому вопросу внести такое предложение: одобрить деятельность общественных женских организаций в данном направлении и усилить работу по помощи семьям мобилизованных и помощи военнослужащим. Согласны? На 2023 год мы в план тоже включим. Это решение по первому вопросу. Большое всем спасибо по первому вопросу. Приступаем ко второму вопросу. Елена Александровна, большое вам спасибо, что уделили нам время. Давайте поблагодарим Елену Александровну и будем дальше работать в тесном сотрудничестве. Спасибо. Ага. Можете сюда пройти. Так, я хочу перейти к третьему вопросу, потому что сегодня также у нас присутствует заместитель министра инноваций Республики Саха-Якутия Андреев Георгий Петрович, и предоставить ему слово уже по третьему вопросу, и потом мы перейдем ко второму, то есть поменяем местами. Информационное сопровождение деятельности женсоветов. Действительно, вы выполняете все огромную работу, большой объем работы, и сейчас в современном мире, даже когда выдаются различные гранты, они говорят, если вы провели мероприятие, что-то сделали, реализовали социальный проект, и вы не рассказали об этом, считайте, что вы это мероприятие не провели. Такое бывает, когда... А вот микрофон передайте. Мы проводим с вами социальные мероприятия и хотим выиграть средства на реализацию наших социальных проектов. Поэтому я хочу предоставить слово Георгию Петровичу и подготовиться Григорьевой Ольге Григорьевне. Да, всех приветствую. Работает, да? Слышно. Да, всех приветствую. Меня зовут Андрей Георгий, да. Спасибо большое Анжелике Егоровне за то, что пригласила, да. Мы очень внимательно относимся к работе с общественными организациями, да. Понятно, что это уже очень такой старый тренд, да, поэтому я тут решил участвовать очно. И Анатолий Скалонович тоже всем передал привет, да. Также мы приветствуем всех участников форума, да. Мы знаем, что очень много участниц со всей республики входят из различных организаций в Союз женских организаций.
И мы со своей стороны, вот я хотел бы вот по двум вопросам ответить, да, просто был запрос о том, чтобы мы рассказали про связь и цифровизацию, да, и про работу со СМИ, да. Наше министерство, ну, коротко мы его называем Министерство инноваций, занимаемся, значит, услугами связи, различных видов связи, да, телефонная, интернет, спутниковая, услуги Почты России, также развитием институтов инноваций. Это венчурная компания Якутия, технопарк Якутия, в котором здании мы сейчас находимся, да, IT-парк, корпорация развития Якутии, фонд развития инноваций. Сейчас у нас еще появился вот и квартал труда, да, вот, который был открыт буквально 2 недели назад, да. Очень большой федеральный проект. Также занимаемся цифровой безопасностью, да, тоже у меня немножко будет про этот тезис. Также занимаемся вообще цифровизацией всех отраслей и органов власти в республике. Это имеется в виду там электронный документооборот, госуслуги. Да. Также мы курируем все государственные СМИ, но в том числе и очень плотно работаем с частными СМИ. Да. У нас в республике, я напомню, официально зарегистрированных СМИ 250. Именно официально зарегистрированных. Неофициально зарегистрированных, имеющих больше, допустим, 3000 подписчиков, их у нас там тысячи и тысячи, да? Да. По этому параметру мы опережаем также опять как бы, очень большинство регионов в России. По поводу работы СМИ, да, сразу как бы самых интересных моментов скажу. Мы вот с Анжеликой Егоровной этот момент обсуждали. Предлагаю заключить соглашение вот на уровне вот Министерства и Союза общественных организаций женских, составим медиаплан конкретный на 2023 год, и в течение всего 2023 года в нем упомянем все возможные наши государственные ресурсы, да, плюс подключим частные ресурсы, которые тоже получают помощь от государства. Очень много частных ресурсов получают помощь от государства, да, то есть не только в виде грантов, еще и в виде субсидий, и различные конкурсы есть. Поэтому это не синоним, что если частная организация, да, она там какой-то имеет какое-то там, не знаю, правило на какую-то, скажем так, слишком правосторонние взгляды, может быть, да. Так, кликер есть, да? По поводу работы на 23 год со СМИ, я же, ну, как бы раскрыл, да, вопрос, что мы составим общий, да, подпишем соглашение и разработаем совместно медиаплан на весь 23 год. В него входит и НВК «Саха», радио, печатные издания, республиканские печатные издания, районные печатные издания, телеграм-каналы, социальные сети, да, ну, ВКонтакте, Одноклассники, также сайты, ну, мы это называем сетевые издания. Так что я думаю, сейчас роль все-таки среди социальных институтов, роль женских организаций сейчас, ну, первоочередная, да. Ну, тем более все-таки Россия, это Якутия, да, это все-таки, ну, скажем так, женского рода, да, да, и Саха-Север, да, и Россия, это все у нас женского рода. Так, позвольте, пожалуйста, рассказать о цифровом развитии Республики Саха-Якутия. Такой интересный маленький тезис. У меня минут 15 есть же, наверное, да? 10, да? 8, ладно. Самое интересное буду рассказывать. Многие говорят, что якутская IT появилась буквально 2, 3, 5 лет назад. Это все от незнания, да? Мы сами, может, виноваты, что как бы вот это парадокс, будем называть, да, якутского IT, он как бы сильно не распиарен, но это сейчас. Первая якутская IT появилась в 1961 году. Это была лаборатория ЭВМ в ЯГУ. В 1963 году уже написали компьютерную программу, которую использовали при лечении вилюйского энцефалита, и было сделано 11 успешных операций. То есть 11 человек прооперировали, все 11 человек выжили, и у всех было улучшение. Это одна из первых вообще в мире компьютерных
программ, она была написана в Якутии. И самое интересное, что меня лично поразило, почему я об этом рассказываю, якутский драматический театр, Саха-театр он сейчас называется, да, это все в архивах, все есть, поставили... Что? Ага, да, спасибо. Поставили спектакль о якутских ученых, которые вот занимаются электрическими машинами. То есть они не могли объяснить слово компьютер, да, и назвали это электрическими машинами. То есть вот а сейчас у нас никаких вот таких, очень большие делаются как бы прорывы, да, а общество уже к этому как-то чувство относится. Да? Ага, спасибо. Так, вот у нас сейчас очень много подключений были, да, с других районов, да, но нужно признать, что, ну, над Якутией сейчас летают 5 спутников, из них 2 запущены буквально вот в последние годы. Они позволяют нам охватить всю республику, и в любой точке Якутии можно подключиться к интернету, ну, имея специальное оборудование. Я вот долгое время работал в Ростелекоме и могу сказать такую цифру официально, что в 2010 году 1 мегабит интернета спутникового стоил 180 тысяч рублей. Это себестоимость, я еще сказал. 180 тысяч рублей. Сейчас в Якутске 1 мегабит интернета стоит 50 рублей. Услуга интернета, ну, за интернет, пользование интернетом, это единственная услуга, которую получает гражданин, ну, житель Якутии, да, которая за эти годы в цене упала. Да. Я даже не знаю, это там в 1000 раз, да нет, я скажу, в 3000 раз. Да. Последний пользователь вот такой интернета по такой цене, это был, я помню, Нюрбинский аэропорт. Они платили 180 тысяч рублей. Сейчас у нас есть девушка, я видел, с Милбы сидит. Она не платит 180 тысяч рублей. Я согласен, что она платит где-то примерно около 3000 рублей. Это сумма серьезная, но если сравнивать с тем, что было 10 лет назад, это удешевление в 60 раз. Я, ну, да. А я сейчас расскажу. Да. То есть это такая услуга, да, которая по щелчку, ну, не возникает, да, это услуга связи. Так, ну вот, значит, увеличение количества спутников удешевляет спутниковую связь, да. Сейчас 1 мегабит можно купить примерно за 10 тысяч рублей. Ну, это если сравнить с предыдущей цифрой, да. Так, значит, всего вот за эти годы, за 10 лет построено 13 тысяч километров волоконно-оптической линии связи. Ну, это очень большая цифра по-настоящему. Охвачено 373 населенных пункта, оптика пользуется 91% населения, охвачено 3 арктических населенных пункта, это вот вы все знаете, что подключен в декабре 2020 года Оленек, и буквально 1,5 недели назад был подключен Соскаллах. Да? В следующем году будет выход к океану. Почему я говорю про выход к океану? Да? Потому что пойдет вдоль России, северного берега, провод, который, да, от которого тоже будут подключены, в том числе и наши северные другие. Да, нет, это все, я секретно вообще ничего не рассказываю. Да? Это все уже десятки раз пережевано. Да. Вот у нас приезжал летом премьер-министр Мишустин, да? Он поддержал этот проект и для детализации к нам отправил министр связи, вот Шадаева, да, он тоже приезжал, вот буквально недели 2 назад, да, и подписали окончательное соглашение, что федеральные органы власти, ну, принимают финансовое участие в этом проекте. Да, мы считаем это очень большим прорывом. Так, этот проект мы называем... 2 проекта вот практических будет, да. Ну, Полярный экспресс – это вот то, о чем я рассказал, что вдоль северных границ будет оптика проложена по дну. Уже, ну, конкретная договоренность есть насчет Тикси, что зайдет в Тикси. Буквально неделю назад мы, опережая события, да, нужно быть готовым к тому, что в городе будет, в Тикси будет интернет, открыт IT-центр. Да, правительством. Не буду говорить министерством, да, потому что ну, это не наши деньги, деньги государственные, народные, да, и работали очень большое количество органов власти.
Ну, у нас везде по республике есть сотовая связь, да. По 4G республика занимает первое место в России. И по потреблению... Что? Да. Я даже больше скажу. Допустим, оператор Мегафон заявляет, что в Якутии больше всего айфонов на 1000 населения. На душу населения, да. Ну и количество трафиков, да. Вот буквально неделю назад была статистика. Самый качающий регион у нас это Покровск. Там они качают что-то, я не помню точно, 40 гигабайт в месяц, что ли. Что-то такое, да. Но тоже эти охваты постоянно растут. Так, вот по поводу того проекта, к которому подключаются федеральные органы власти, да, проект называется «Синергия Арктики». Мы подключим через него 86 населенных пунктов, 104 тысячи населения получит доступ к высокоскоростному интернету, скорость будет до гигабита в секунду, будет построено 7434 километра оптики. Да, оператор проекта будет Arctic Telecom, это вот современное название ГУП ТЦТР. Да, то есть многие просто это название не все знают. Вот схема и вот места, где мы будем пересекаться с Полярным экспрессом, да, сети обязательно друг с другом должны пересекаться. Как бы это будет залогом их устойчивости. Он закончится в 2025 году. Очень такие амбициозные планы. Какие-то вопросы, может быть, есть? Я как бы не хотел бы быть этой. Ну, вот, значит, левая сторона, она уже закончена. Вот это село будет подключено весной, да. Там Урюнхая, да. А вот это сейчас все в разработке. Да, все в разработке. Но по плану в 2025 году все мы закроем. Да. В 25-м я сказал. А я кому сказал? В 25-м я не сказал, по-моему, в 25-м сказал. В 25-м. 2025-м. Да, не в 125-м, да. Ага. Ну, вот, значит, уже есть смета проекта, да, это порядка 12 миллиардов рублей. Из них 5,6 миллиардов дает Минцифры России. Ну, какие выгоды, понятно, да, что все будет у нас, все лучше будет. Ну, дальше тут уже вопросы по цифровизацию. Большое спасибо. Да, большое спасибо. Давайте поблагодарим Георгия Петровича. Действительно, не каждый день к нам приходят заместители министров и могут реально рассказать, что сегодня... Да, а презентацию вы же нам можете, да, ставить? Спасибо большое. Вопросы еще есть, но мы хотим поблагодарить, и вообще я точно знаю, и хочу сказать особенно всем женщинам в улусах, городах нашей республики, все, кто участвует, что цифровизация – это будущее. Если мы настоящее, это прошлое, ну, уже 3G, 4G – это настоящее, и еще мы будем в будущем развиваться. И хочу сказать всем женщинам, если мы не запрыгнем в этот вагон и не будем вместе с нашими, всегда я об этом говорю, детьми, внуками идти в ногу со временем, мы можем отстать. И поэтому время от времени всем нашим женщинам надо проходить обучение цифровой грамотности. Спасибо большое, Георгий Петрович. Здорово. 18 IT-центров в Республике Саха-Якутия. Можем опять же также писать соглашение. Мы предоставим перечень всех населенных пунктов, где находятся IT-центры, да? Это Мирный, Дикси, Алдан, Кобяй и так далее, да? Чтобы вы получили доступ неограниченный
Да, здорово, здорово. Вы тогда нам дадите 18 этих пунктов IT, и мы всех своих женщин в районах направим в эти центры, где можно свободно уже. Ага, пожалуйста. Извините, пожалуйста, а можно предложение? Вот вы сказали, что у вас НВК Саха тоже, да, как бы в вашей системе. Поэтому вот то, что на местах очень много проводится работы, мы сегодня вот видели Татинский, там другие улусы, да. Может, вы организуете, чтобы вот видеосюжеты об этой работе были сняты, и вот где-то они копились в каких-то фондах? Просто работы проводится много, а если вот, как вы говорите, это не показать, да, чтобы или НВК сделали постоянно действующую передачу какую-то, или этот фонд фильма, вот техи, как это все проводится. Давайте что-то подумаем. Потому что, да, прошлых, ну, летопись, чтобы такая была, по крайней мере, она и шла по телевидению, допустим, да, или вот в телеграм-канале где-то, и копилась еще как фонды. Потому что это наши, как говорится, женщины, наши героини, которые вот они сейчас тоже ведут, как говорится, такую большую работу. Подумайте, хорошо? Я могу предварительно ответить даже, да? Никто не скажет, что я кого-то Звук исчез. Исчез звук. Анжелика Егоровна, исчез звук. Пропал звук. О, появился теперь. Большое спасибо, очень хорошее предложение. Да, потому что Министерство... тоже не резиновые возможности. Да. НВК... инноваций сказала, что всего лишь 1% вот, видео, информационных материалов находится в НВК Саха, готовится, а 99% это все на электронных носителях у нас самих. И мы сами должны создавать свою цифровую историю и хранить цифровую память. А распространять нам поможет министерство. Евгения Саина, вопрос? Да, у меня вопрос к заместителю министра. Я так вижу, что он очень великодушный человек, а великодушие, как вы понимаете, оно бывает разное, и маленькое, и большое, и широкое. А маленькое – это когда, ну, типа маленького тощего кошелька, который только деньги требует. А бывает еще такое большое великодушие, где помещается и небо, и земля, и люди, и весь живой мир. Вот я думаю, что, наверное, он такой человек, да, Анжелика Егоровна? Но вы почему соглашаетесь только на 18 IT-центров? Надо, чтобы все 36 наших улусных женских советов, наших подруг, чтобы имели доступ. И не только мы каждый раз обращались, там, скажем, в Министерство финансов, для того, чтобы выйти на их структуры, которые есть там, казначейские филиалы и так далее, или там администрации. Надо, чтобы вот такие центры везде были, или мы что-то, вот каждый раз, Анжелика говорит, мы же пишем каждый раз письма. Вот сейчас женщины где находятся, например, в наших улусах? Из каких они центров выходят на связь? Поэтому вот пожелаем такое... В библиотеках. В библиотеках. Угу. Здравствуйте, IT-центр. И чтобы это было... Говорит, в IT-центре есть. Кто в IT-центре, какой район? Здравствуйте, Кобейский. Я руководитель IT-центра. Да, Евгения Санина, позволь... Да. Позвольте ответить, да? Угу. Да. Ага. Я почему сказал, что на текущий момент их 17, потому что их 17 открыто. 18 открывается вот этой субботу, я вот это имел в виду. И да, и впоследствии мы, конечно, нет, у нас не стоит цель 36 их сделать, да? У нас стоит цель их открыть вообще во всех населенных пунктах. Да, то есть, да, но это очень, да, высокая цель, такая задача, да. И
Я пообещал только то, что могу сделать. Я еще раз об этом говорю, да. Я только что буквально пару минут назад об этом говорил. Да. А так я как И бы... вот, ну, пользуясь случаем, на съезде женщин, это в марте этого года, мы как раз говорили о том, что цифровизация, конечно же, идет, и те учебные заведения, в первую очередь школы, которые есть в районах, в вузах, они должны быть обеспечены. Не только, скажем, оборудованием, но еще и программами и, конечно же, обучением. И вот в этом плане, когда мы подводили итоги цифровизации и вообще цифровые компетенции узнавали наших старшеклассников, оказалось, что по всей нашей республике около 30% детей вообще не имеют доступа к интернету. Об этом министр знает. Мы Семенову тоже докладывали, и он нам тоже давал собственную информацию. Я курирую национальные проекты, и в том числе проекты образования. И я очень надеюсь, что с марта месяца, значит, в школах у нас благодаря нашему министерству много чего поменялось. Дополнительно учебное заведение, значит, для проведения, может быть, электронного обучения в режиме онлайн и так далее, может быть, создание своей электронной среды и тому подобное, благодаря вот поддержке министерства продвинулись. Хотелось бы, чтобы это было явное такое конкретное дело. Мы особенно любим, когда министры и заместители министров что-то планируют, я не говорю обещают, что-то планируют, и вот в этом плане потом через определенное время это выполняется. Да, спасибо большое. У нас вот в этом году прошел 7-й республиканский хакатон «Моя профессия IT» весной, да? Вот вы сейчас рассказывали про март, да? Он у нас закончился в мае месяце, и в нем поучаствовало в этом году рекордное количество участников, это 7 тысяч человек. В глобальном республиканском хакатоне, да, который шел с февраля месяца по май месяц. И участвовали все районы тоже впервые, да, хотя буквально в прошлом году участвовало где-то 1500 человек. А в этом году участвовало 7 тысяч человек. Да, по поводу доступа, конечно, ну, не у всех детей там равные условия, допустим, дома, да, но да, тут есть маленький нюанс такой. Ну, все познается, конечно, в сравнении. У нас вот есть данные по сравнению с другими регионами, вот как мы вместе с детьми входили в дистанционное образование там, и так далее, да. Но как вот согласно нашей информации, тех презентациям, которые вот я показывал, да, у нас доступ к интернету есть по всей республике. Ну, конечно, ну, через специфическое оборудование, да, но очень многие не называют интернетом услугу, получаемую через телефон. Да, это считается как бы телефон, это не интернет. Интернет это только если через компьютер, да. То есть WhatsApp это не интернет, но моя мама так вот одно время даже говорила, я говорю, ну, Я прошу прощения, значит, когда мы в марте подводили итоги, проверку проводила комиссия нашего федерального университета. Но вы понимаете, что, конечно же, там было более 20, по-моему, вопросов. Вопросы были для старшеклассников, это 10-11 классы, и готовность к поступлению, например, там, в высшее учебное заведение и вообще по исполнению планов главы республики по IT как раз технологиям и по IT-профессиям. Но оказалось так, что даже в городе Якутске около тоже 30% школьников, которые на сегодня не имеют доступа к интернету даже через телефон. Мы все вопросы учли, хотите, я вам перенаправлю, например, эти итоги, а вообще на сайте Сахапарламента можно тоже найти, там практически все таблицы и так далее там показаны. И что интересно вот в этом направлении, конечно, я не говорю там в данном случае многодетных, где, например, каждая школа со своим расписанием, а каждый класс тоже со своим расписанием, и один, скажем, ноутбук или там один компьютер, или там, скажем, не у всех же есть телефоны, которые, или там роутеры и так далее. Оплата, например, до 5000 – это во многих сельских школах практически для семьи
Это тоже очень серьезная была проблема. Обо всем об этом товарищ Анатолий Аскалонович Семенов знает. Об этом говорили. Просто у нас не было времени с Анжеликой Горовной, чтобы запросить, что же конкретно по итогам съезда сделано нашим министерством. И еще там были пожелания в адрес Минобразования и Министерства цифры в части того, чтобы обеспечить то-то, то-то. Пожалуйста, поинтересуйтесь. Да, спасибо. Хорошо? Да, Большое спасибо. спасибо, Евгения Исаевна и Георгий Петрович, потому что Евгения Исаевна у нас отвечает за цифровое развитие именно в Союзе женских организаций и по вопросам реализации резолюции 15 съезда женщин Якутии. Мы обязательно вам сделаем запрос, и вы нам письменно все ответите. Хорошо, Георгий Петрович? Спасибо большое. Спасибо. Я вот предлагаю по данному вопросу заслушать Андрееву Туяну Владимировну 5 минут, Григорьеву Ольгу Григорьевну 5 минут и Колесникову Елену Карловну 5 минут. Пожалуйста. Ну что ж, уважаемые члены Пленума Союза женских организаций, я вас приветствую. Очень благодарна, кстати, вот ушел как раз Георгий Петрович за то, что поддержал наш проект в 2021 году. Мы цифровизировались в рамках проекта «Цифровая трансформация женсоветов Якутии». У нас более 160 наших активистов прошли обучение. Мы обучились навыкам цифрового фандрайзинга, обучились диджитал-технологиям, да, создавали сайты, аккаунты. В принципе, была проделана большая работа нашими женсоветами. Кстати, благодарю наших председателей женсоветов, которые активно прошли наш онлайн-интенсив. И действительно, вот благодаря той работе, которая была проведена в 2021 году, мы знаем о деятельности наших женсоветов на местах. Да? В частности, это и город Нерюнгри, это Алданский, Горный, Чурапчинский, Оленёкский, Намский, Хангаласский, Медино-Кангаласский женсовет. Мы знаем, чем живут наши женщины, как они работают. Это все благодаря, я считаю, что этому нашему проекту «Цифровая трансформация женсоветов», которая повысила информационную открытость и помогла информационному продвижению. Можно, да, немножко дополнения? Мы выражаем всем огромную благодарность. Мы начали тогда, наши женщины, которые прошли обучение, создали все свои Инстаграм-аккаунты, а теперь мы все пропали. И теперь просьба им перейти всем в Телеграм и ВКонтакте. Да, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, Рутуб, все возможные другие инструменты. Но вот как раз говоря об информационном сопровождении, да, деятельности женсовета в 2022 году мы выделили основные проблемы. Во-первых, первая проблема – это нехватка кадров, да, потому что молодые IT-волонтеры, которые работают с нами про-боно, бесплатно, не всегда могут так или иначе освещать наши мероприятия. Вторая проблема – как раз вот отсутствие, то есть наличие средств на информационное продвижение и на приобретение онлайн-сервисов. Ну и третья проблема, которую мы выявили – это низкое качество контента и публикации в сети интернет. Данные проблемы подтверждаются как собственным наблюдением, да, текущей деятельности Союза, так и выборочным опросом председателей женсоветов Якутии и общением с экспертами ресурсных центров Республики Саха-Якутия. Мы предлагаем, во-первых, подключиться к проекту «Кадровая школа НКО Якутии». Потому что основная цель этого проекта – это как раз и будет повысить уровень профессиональных компетенций членов команд НКО Якутии, подготовка кадрового потенциала в сфере некоммерческого сектора. Реализация данного проекта будет проходить на базе нашего ресурсного центра созидания, и оно будет как раз разработаны специальные узкопрофильные модули. Наши эксперты, они, кстати, тут присутствуют, Надежда Васильева, да, онлайн, в формате вебинара, видеоуроков, офлайн, лекции, тренинги, мастер-классы по 3 направлениям. Это менеджмент организации, второй модуль очень важный – это информационное сопровождение деятельности НКО, и третий – административно-организационная работа. Я предлагаю всем председателям женсоветов, которые еще не записались на наш образовательный модуль, первый модуль начался у нас в ноябре месяце, сейчас идет второй модуль, поэтому вы еще успеваете запрыгнуть, как говорится, в поезд. Вот. Ну, итогом курса будет организована и проведена ярмарка социальных проектов, на которых будут представлены не менее 20 лучших. Вот. Ну, мы считаем, что реализация данного проекта, она позволит выстроить более системную работу и позволит получить более эффективную информационную поддержку. Вот. Потому что на самом деле мы знаем, что кадры решают все. Вот. Ну и еще одно мое пожелание – обязательно использовать ресурсы, да, ресурсы наших социальных партнеров. Вот как раз Минцифры предлагает свои социальные агрегаторы, у нас Министерство по делам молодежи, у нас есть ресурсные центры АКФА,
их сайт Ориентир.ру, где они всегда могут предоставить и разместить вашу информацию о ваших мероприятиях. Вот, 5 минут у меня все. Как запрыгнуть вот на второй проект, Да, куда ссылку сейчас записаться? мы тоже направим в чат и по своим каналам, в телеграм-каналах, по ВК, YouTube, мы везде разместим информацию дополнительно. Да, на сегодняшний день у нас Вот здесь 100 можно. человек же только записалось, да? Да, на Вот, данный пожалуйста, все сфотографируйте на экране QR-коды и по данным, или это только... Это другой проект, да, к сожалению. А, это другой проект, да? Следующий есть? А следующий есть? А вот, а нет, это контакты. Так, здесь мы не сделали. Ну хорошо, в следующем слайде я подготовлю. Отправим. А мы отправим информацию. тогда вам QR-коды, и вы должны будете зарегистрироваться и уже зайти на проект. Большая просьба, кто еще не зашел. Благодарю. Спасибо. Слово предоставляется Григорьевой Ольге Григорьевне. Пожалуйста, 5 минут по вот третьему нашему вопросу. Подготовиться Колесниковой 5 минут. Елена Карловна, пожалуйста, подготовиться Григорьевой Ольге Григорьевне. Не слышно. Не слышно. Слышно, слышно? Ну вот, на последних издыханиях. Вот, ну что я могу сказать? Я давайте расскажу немножко об основах вообще. Вот мы все понимаем, что социальные сети очень важно вести. Сейчас это Telegram, это ВК, мы когда-то все выжились в Инстаграме и в Фейсбуке, там создали огромные свои там сообщества, а теперь нам приходится все начинать по-новому. Ну, наверное, вот я вижу здесь психологи, люди знающие, которые занимаются саморазвитием, они, наверное, знают, кто такой Даниэль Канеман, который очень много лет, десятилетий разрабатывал такую систему, да, и сейчас она вышла как экономическое поведение человека. И это был такой единственный прецедент вообще в истории, когда психолог получил Нобелевскую премию в сфере экономики. Почему? Да потому что он мог прогнозировать поведение человека на... Мог прогнозировать поведение человека, и при этом этим очень хорошо сейчас удачно пользуются транснациональные компании и могут нам действительно все продать. Но нам, конечно, хорошо бы это знать, чтобы этим манипуляциям не поддаваться, а еще это все выстроено на психофизиологии человека, и поэтому нам бы хорошо тоже самим знать эти идеи. В чем они заключаются? Что человек принимает, у него еще такая книга есть замечательная, которая звучит так: «Думай медленно, решай быстро». Я сначала не могла понять, пока не прочитала его книгу. Оказывается, все, что мы принимаем решения, да, в нашей жизни, они не связаны, не завязаны на каком-то разумном, очень глубоком погружении, размышлении. Они завязаны на той информации, которая к нам поступает в головной мозг. Вот она собирается из разных источников, и мы, когда вот, значит, связанные с этой сферой или деятельностью, или с человеком, мы должны принять решение, оно у нас уже принято практически. Вот. И поэтому здесь для нас, как для тех людей, которые двигают свои идеи, свои проекты, все мы понимаем, что мы здесь такие люди именно социального направления, и для нас все наши проекты – это действительно помощь людям, помощь в каких-то сферах и так далее. Поэтому мы должны сами ценить свои проекты и таким образом продвигать. В маркетинге это приобрело такое название рекламы по касательной. То есть если вы хотите, чтобы ваши идеи двигались вообще в общество и их воспринимали люди, то ваша информация о ваших идеях и проектах должна поступать из разных источников. То есть человек открыл ВК, смотрит, а там, значит, информация о том, что вы сделали. Открыл Telegram, а там такая информация. Значит, включил телевизор, а там тоже такая информация. То есть вот таким образом мы понимаем, что это какая-то некая манипуляция, но мы все сейчас живем внутри такого мира, где нами бесконечно манипулируют. И лучше мы будем для людей продвигать хорошие позитивные идеи и проекты, чем вот какие-то там, значит, транснациональные компании нам будут вечно, значит, рассказывать, что мы должны Кока-Колу пить, Пепси и так далее. Вот поэтому, всех агитирую за это, и мы должны понимать, что нам дают социальные сети. Во-первых, продвижение, еще раз, в наших проектах. Во-вторых, это
некий пиар вас и вашей команды. Это тоже понятно, что вы и целая команда, они именно задействованы на решение сложных, порой социальных проблем. И третье – это те ресурсы, потому что вот в моей практике очень много было, что где-то мы с человеком встречались на каких-то площадках, а потом человек, посмотрев мою социальную сеть, предлагает мне какое-то партнерство. Очень важное, конструктивное и очень полезное. И вот очень много у меня таких федеральных там именно специалистов, мы вот так завязали с ним контакты и теперь реализуем совместные ресурсы. Ну, я вот так кратко, потому что мы все понимаем, что это нужно делать, все примерно знаем, как это делать, но я думаю, что мое такое выступление, это будет некой такой мотивацией, чтобы вы начали продвигать свои соцсети. Спасибо, подруги. Большое спасибо Елене Карловне. Мы попросили ее выступить, она член президиума Союза женских организаций, потому что она очень хорошо ведет свои социальные сети. И давайте мы все будем ее учиться. Да, запишите все: Колесникова Елена Карловна. Да. Организация, значит, региональное отделение общероссийской организации «Общее дело». Пропаганда здорового образа жизни, антиалкогольные, антинаркотические программы по общественной линии. Полностью значит, ведет у нас Елена Карловна вместе со своей большой-большой командой. Ученица Шудря Елены Ивановны, и Белых Иды Афанасьевны и так далее, и так далее, и так далее. Лыткина Матвея, тоже ученица. Вот. И давайте мы в решении запишем по третьему вопросу в решении нашего пленума принять к сведению все информации и всем женсоветам Республики Саха-Якутия создать свои странички ВКонтакте и в Телеграм. Мы так хорошо эту работу начали в Инстаграм, да, вы помните, где все писали, что мы делали, где мы танцевали, где мы помогали. Столько делали, а потом раз, и все в один день исчезло. Теперь это уже не дружественная наша социальная сеть. И большая просьба, давайте в решении напишем, все создать, и тогда мы будем все видеть, слышать друг от друга. Переходим ко второму вопросу, который стал плавно третьим, о наставнической деятельности в год педагога и наставника в Республике Саха-Якутия, патриотическое воспитание молодежи. Хочу слово предоставить, тоже давайте мы немножко ускоримся. У нас всегда так вначале важное, потом у нас времени не хватает, все торопятся. Слово предоставляется Альбине Прокопьевне Черепановой, подготовиться Варваре Альбертовне, Хангаласский улус, Ирмалаевой Альбине Семеновне, Нюрбинский улус и Говоровой Усялданский улус. Спасибо большое. У нас такой очень насыщенный идет пленум, наше заседание, да, и это всегда настолько интересно, если бы минуты имели вес, то наши минуты имеют огромный вот действительно вес. В гигабайтах, да. Значит, если говорить о воспитании патриотическом сегодня, то, пожалуй, это самое важное, самое главное вот на текущий момент времени. Вот я прямо зачитаю. Патриотизм – это преданность и любовь к родине, защита ее интересов. Так считают многие. А патриотизм, что это ответственность за судьбу Родины, считают единицы. Вот я вам прочитала, это опрос проводил, он назвался так, актуальные вопросы патриотического воспитания. Проводила такой опрос комиссия Общественной палаты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотического воспитания. Вот буквально недавно, вчера были эти итоги опубликованы. Вопросы приняли примерно 3000 респондентов. Поэтому вот я буду дальше вот эти итоги говорить, насколько вот мы все люди оцениваем понятие патриотизма. Вот вопрос был. Ключевые проблемы патриотического воспитания. И все, большинство говорят, низкий уровень знаний истории и культуры своей страны. Как-то мы вот забыли в школе эти предметы, и вот сейчас все гаджеты дети имеют, и как-то вот исторические факты буквально стерлись. Это я знаю вот по молодым своим коллегам, вижу какое-то такое большое отличие от людей среднего старшего поколения. И вот говорят, что плохое воспитание в семьях в части патриотического воспитания. Мы же видим, дети маленькие, они уже еще года нет, а зато он телефоном владеет. Это же мы замечаем. И, к сожалению, телефон заменил общение родителей со своими детьми. Это большая проблема. Какие предлагают возможные решения проблем патриотического воспитания?
все говорят единогласно почти усиление просветительской деятельности и роль образовательных организаций. Вот все говорят такие слова красивые. Вот вы, Татьяна Киевна, подняли вопрос НВК, вот давайте делать передачи. На НВК была группа творческая, которая создавала документальные фильмы. Вот они фильмы создали, такие как вот «По следам государевых ямщиков», да, про военно-патриотические. И вы знаете, эту группу закрыли, сказали, нет необходимости, нецелесообразно, шоу сейчас более воспринимается. Закрыли. Но сейчас в последнее время вновь вроде как открывается она, потому что почувствовали, это же огромная брешь получается. Вот мы говорим одно, а делает совсем другое. Или вот, например, здоровье взять, да? Мы говорим, здоровье населения наших детей самое главное. И вот сегодня факт. У нас было в республике 10 санаторных учреждений для детей от туберкулеза. Все 9 в районах, все закрыты. Буквально за эти 1,5 года все закрыты. И только вот один есть в городе Якутске, который вот на грани, его тоже закрывают, там сейчас постковидное, как будто бы у нас нет заболеваний у детей. Это же тоже не только оценивается патриотизм, носим ли мы там какие-то отдельные там эмблемы, да, или там флаг повесили, а наше ежедневное отношение к своему труду, к своей работе. И вот сегодня этот санаторий единственный остался в республике, и то не по профилю, как будто бы у нас дети не болеют, ну, да, нету профилактики, хотя мы знаем, что в республике в 2 раза выше заболеваемость туберкулезом, чем в России. Вот, поэтому, значит, иногда наши дела отличаются от наших слов. Вот, значит, дальше, значит, вопрос были, а самые действенные, вот это аналитический вопрос, это, да, самые действенные методы продвижения патриотизма. Все говорят, личный или исторический пример. Да, не может ходить человек, который там теоретизирует, а вот личный пример, те, кто, вот, ну, если мы говорим сейчас о СВО, да, то те, кто, ребята, там служили, те, кто были в предыдущих военных боевых действиях, они могут сказать реально, как это, каково это, а не просто там пришел человек и сказки рассказывает. Это тоже очень важно. Дети, они хорошие аналитики, они сразу видят, где реальность, а где выдумка. Поэтому здесь должна быть такая правдивость, чтобы не было, ну, вот этой шелухи, так называемой, да. Вопрос был такой, самый результативный способ развития патриотизма. Значит, и вот оказывается, все против того, чтобы создавать патриотические организации. Удивительно. Вот что эти вот всякие, как у нас, ну, у нас же есть, почему-то люди считают, что это неэффективный способ, это навязывание как будто бы звучит, да? Говорят, что нужно больше говорить о героях страны, чтобы дети могли говорить о достижениях там, своих, допустим, соседей, своего поселения, своей республики, своей страны, о достижениях. Это очень важно. Самый непопулярный способ развития патриотизма. Они говорят, вот военно-спортивные игры совсем неинтересны. Может быть, не знаю, время такое. Нам казалось, Зорница это было самое интересное мероприятие в нашем детстве, да? Ну вот другие дети, другого понимания, другое представление. Это мнение людей такое, да, большинства людей, которые участвовали в этом опросе. Ну и, конечно, вот нам говорят, надо запретить интернет, там, допустим, пропаганду зарубежных и так далее. Любой запретный плод сладок. И к этому детей тянет. Потом запретами этого не достигнешь. Только вот конкретные действия, конкретные примеры. Какие эффективные способы активизации интереса к изучению истории России, по мнению людей? Все говорят, что это уроки истории, конкретные беседы, выставки, конкурсы, внеклассная работа. И вот я думаю, что вот наш музей истории России проводит огромнейшую работу сегодня, да, и кажется, те методы, которые для детей понятны. Они приходят, там интерактивная игра, там и выставки, там и динамика. И вот я думаю, что такие, наверное, музеи, ну, подобным этого роду, надо нам создавать на местах в наших районах. Так, а как это нас касается, нашего СЖО? Скажем, да, вот мы с вами вообще на удачу, я рада, издали 2 книги к нашему съезду, да, вот это «Женское движение Якутии от истоков в будущее» и том 2 «Женщины Якутии». Вот когда мы эту книгу писали, мы обратились к каждому району, улусу. О, как раз открыла там где.
Дайте нам факты, история создания ваших женских движений в районах. Мы эту книгу писали долго. Было время подумать, собрать историю. И вы знаете, нам дал очень подробно, красивую историю, свою, как развивалось женское движение, один район, Усть-Алданский. Прямо своих личностей, женщин-героев, прямо фотографии их семьи, да. Чуть-чуть дал Намский и чуть-чуть дал Вильюйский. Все. А где 33 наших образования муниципальных? Вот это наше слово и наше дело. Это же реальная история. Это вот там в селах, на слегах, в районе живут те дети этих женщин. Их там, допустим, не знаю, братья, сестры, может быть, да, старшего поколения и младшего поколения. А мы сегодня забываем о тех, кто рядом. Поэтому вот у меня к вам просьба ко всем, наши женщины, да, в районах, здесь на местах. У нас съезды впереди будут еще много, правда? Давайте, собирайте историю своего родного района. Представляете, ну, мы женское движение, да, поэтому давайте собирайте факты о ваших первых женских лидерах, кто создавал женсоветы самые первые, и направлять информацию. Вот наше СЖО, авторство мы ваше обязательно будем сохранять. Вот этим самым мы с вами внесем самую большую лепту в патриотизм. Спасибо. Огромное спасибо Альбине Прокопьевне. Действительно, этот вопрос мы могли бы еще даже отдельно, да, рассмотреть уже более масштабно. Да? Сейчас опять немножко торопимся, но это очень важный вопрос. И, пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Альбине Прокопьевне за то, что именно лично вы своим примером делаете сегодня преемственность поколений в нашей республике и являетесь автором совместно с нашими подругами такой прекрасной книги «Женское движение Якутии. От истоков в будущее». Давайте поблагодарим Альбину Прокопьевну и подарим эту книгу нашим районам. Намский район, пожалуйста, вручаем торжественно. Мегино-Кангаласский район торжественно вручаем женсовету и торжественно вручаем Усть-Алданскому району нашу книгу. На самом деле это печать дополнительных книг, и в каждый район эта книга в библиотеку попадет. А сейчас мы дарим лично для женсоветов, чтобы они создали и издали такие же книги о женском движении в вашем районе. Слово предоставляется Альбине Семеновне Ермолаевой, председателю женсовета Нюрбинского улуса. Пожалуйста, 5 минут и подготовиться к Говоровой. Добрый день, дорогие коллеги, дорогие соратницы. Меня хорошо слышно, да? Да. Ага, ну, вкратце я выступлю, потому что после меня я хочу тоже передать слова моим подругам. Во-первых, мы знаем, что 23-й год уже неоднократно сказано объявлен годом педагога и наставника. Ну, вообще наставничество – это такие отношения, когда более опытный человек учит, да, помогает менее опытному человеку в приобретении каких-то компетенций. И вот, например, наставничество, оно может быть в любой сфере. Это может быть и адаптация молодых специалистов, это и сфера личностного развития, это и профилактическое, это и патриотическое, и духовное воспитание нашего подрастающего поколения. Вот я скажу несколько таких моментов. Мы сейчас как раз присоединяемся к проекту «Золотая леди», то есть наставником могут быть не только вот люди в возрасте, да, но и молодые ребята. Вот этот проект «Золотая леди», оно говорит о том, что сперва дети, да, волонтеры, они будут обучать более зрелое поколение, 50 плюс, 60 плюс IT-технологиям, то есть и бабушек, да, которые не умеют пользоваться смартфонами, мобильными телефонами, не умеют делать обычные такие видеоролики, да, то есть использовать такие простые приложения. После этого наши уже более зрелые женщины, да, вот бабушки будут учить этих детей тому, что они умеют.
Но это может быть декоративно-прикладное искусство, да, это может быть какая-то такая техника, да, которую они используют, да, то есть наши мастерицы. Вот это я хочу сказать. В профилактической деятельности, как все председатели женсоветов, соответственно, мы работаем и в комиссиях по делам несовершеннолетних, и, конечно же, обязательно мы стараемся брать семей, да, и даже девочек, ну и назначаемся общественными наставниками. То есть девочка, с которой я работаю, да, вот она состоит на учете, но, соответственно, я помогаю ей и в учебе, и в личностном развитии, да. То есть вот это наставничество, оно идет всю жизнь. Ты сама обучаешь и, соответственно, обучаешься чему-то сама. И самое хорошее, что я хочу сказать, например, у нас есть, вышли такие две большие инициативы, то есть если председатели женсоветов, да, мы избираем, например, через администрацию там района, через администрацию наследных администраций, да, вот эти две инициативы, которые появились у нас в районе, они уже, как-то самостоятельно сами организовались, люди творческие собрались, и у нас воплотились в такие, можно сказать, творческие общественные объединения. Первая общественная организация – это общественная организация матерей Сайдыс. Они как раз работают в направлении духовно-нравственного развития, то есть, соответственно, воспитание детей, хакалы, чтобы знать традиции, да, нашего народа саха. И второй вот недавно образовавшийся женский клуб, он уже направлен именно на формирование любви к себе, на принятие самой себя, на повышение, обретение уверенности в себе, на раскрытие своего женского начала. И вот я хочу, чтобы несколько слов девушки сами рассказали о своей миссии, о миссии своих вот общественных объединений. Айталина, пожалуйста, подойдите. Ага, сейчас я вначале хочу предоставить слово Айталине. Айталине, владелица немножко магазина. торопимся, давайте по 2 минуты. Хорошо? Ага. Владелица магазина Айли Рум, основательница вот женского клуба. Я могу сейчас включить презентацию, да, Анжелика Егоровна? Да-да. Здравствуйте, уважаемая Анжелика Егоровна и все участницы заседания. Меня зовут Айталина, я предприниматель, работаю в Нюрбе. Я была родителем-активистом, председателем родкомитета в школе, и после того, как моя дочь окончила школу и уехала из Нюрбы, у меня осталась только работа и дом. Ежедневно одно и то же. Не хватало общения. У меня появилась мечта создать какое-нибудь женское сообщество, но что-то меня останавливало. За последние 2 года было очень много стрессовых ситуаций, которые некоторым женщинам очень трудно пережить в одиночку. И даже если внешне кажется, что все хорошо. В конце октября я поехала в Якутск и посетила нетворкинг «Лица», проект «Лица». И после общения и новых знакомств тем же вечером сразу создала женский клуб. Главная ценность нашего клуба – его люди, а основная цель – общение и развитие. Возможности клуба – поддержка обучения, живые мероприятия общения и развивающие окружение. Мы в течение месяца провели уже 3 мероприятия. Первое – это открытие клуба. Второе – онлайн-встреча с Ульяной Алексеевой, которая живет в Москве, но на данный момент в Дубае. Она рассказала, как простая девушка из села поехала в Москву и добилась всего сама. И вот буквально позавчера к нам приехали из Якутска стилист, коуч Бронислава Май и визажист Сания Эржановна. Они провели 2-дневный мастер-класс и 2 фотодня. И вот эти мероприятия, вообще наш клуб, в нашем клубе больше 40 женщин. И некоторые из них вот мне говорят, вот, что они даже не
стесняются фотографироваться, не любят себя видеть на фотографиях, не могут рассказывать о себе. И вот именно презентация себя и умение рассказывать о себе, вот этому мы учимся в нашем клубе. И мы, самое главное, общаемся между собой, получаем столько энергии, и я очень надеюсь, что из нашего клуба может быть, будут женщины, успешные женщины, которые достигнут многого в республике, а может быть даже и в России. Вот. Так, спасибо, Айталина. А сейчас я хочу предоставить слово Ираиде Ивановой. Ираида, подключайтесь, пожалуйста. Большое спасибо, очень хороший проект. Пожалуйста, еще 2 минуты. Min bu saygıs gen yeler tüm süler çilene bin hep. Bigi kılgastı hepsi bolakka toh ülelir bitken. Jolloq iyeni jolloq dekergen boların proyegi tohtu but hep. Onu bili setihiyle hoğunu iti hakaga bili propagandalı bitorduk. Onna araslara hinler ıtabıt aksiyalar ıtabıt beriler gohullabıt. Hamayıt onu bu kenik kemgem sakalı keskil oğa hıgatıgar çorancık oğa surunalıgar igin kılahanan surutları aksiye ıtamıt bileren 5 klas 100 birgen hurtlarda holbur hep. Jekergenen sakalı kohana ıtıgar kürak biler dibit barta 17 ıl kıttınılla bihigi üerder. Onu tahanan sakatılın tuğunan kohan ayıta küresteri bipit. Барта 15 апта кыттыбыта 6 жой хоны талан юрбатагы көһөсүлдер драматический театр артисттаргар ахтаран бертәхи видеоролик оңорон куяр ситимигер таргапыппыт. Герой иелери айхаллыбыт элбах оголак иелерден сахалы огону итер немаларын кистелеңнерин кең айгага тахаран эдер иелерге ток-шоу терибиппит. Ие болар сылдер эдер кыргыттарга Каджактар осколатын инен көрсүһүүлери огону сахалы ити туһунан кепсетиллери терьен сахалатыбыт. Оны таханан Татьяна Александрова берген этилер ден барылын сахалатыбыт. Барыл сыла ден сахатылыгар тапталы саха омук боларгар кең туттууну иңери жаны үчүгайге көголәһин онна берген этилер кең эге катахары. Единая Россия партия ыппыт граныгар кыттан бүйөн тыынча Хоккобай сүйе министерство счастья ден жекерген бирге сынялан иллен кемигер атары сиринтерьер проект сурен истенер масыналар уруйдур планшет краска ыламмыт үлел онон тохту жабыт үлели жабыт хеп өссө да атын гран кисер сыл жабыт үлебит өссө да аны кеңи туру элбах ени киллер яхпит тохпутугар жемит сыллахпыт онна үлебит өссө да киен болан биле үлел яхпит жемит истибик кидин мактал кылгасты китинник. Большое спасибо. Всем удачи. Улахам мақтал, Альбина Семеновна улахам мақтал. Оны кыргыттаргы жөбәді күелі хиджалар. Өсі дағаны әлбәқ женскай клуб, иелер бұда болын, әбәлер да болын, оғылыр да болын. Олақтариян бәғыт жөбәді үлелән, қамсан. Оны самое главное доробияны жоллақ болын. Доробай болын, оны оғыларғы тенерге кәскелләқ болынлар. Білген тол тарар Говорова Наталья Григорьевна білеген совет наставницалайар усалдан улуғыттан хиджар. Пожалуйста. Ütü gününden ellerde. Aha. Беги тон ите этилибитин кудук Анжелика Егоровна эпитин курду 2-нче сүрбө сыл педагог вона наставник сылынан билдирилибите. Онун беги бу тохпут презентация усалданга 2-нче уон сыллакка атыржа игер качылана диен ветеран десас себедесейдерин түмсүтэ терилибите. Бастакы салаячыбыт Елизавета Федоровна Сивцева, инспектор, дошкольный отдел инспекторынан өрсыл лүләбите. Онна бу уантан такка хыл болды ол түмсүбит. Онна үлелән сылына аятыд арас терәһнәри тылыбыттара. Онтан күһүн ити Путин укаха такка бытыттан
биһиэхэ идея киирэн ол Путин укааха биһине дөсө ордук угуннарда тоодитаха биһиге бары десат заведующайдарын ветераннарабыт ол иһин бала түмсө түһэн сүбэлэһэн бараммыт наставниктарга десатка билигин үлэлии хиджер үгүстэрэ эдэддер ол иһин балааны урукку кемиситимнэн урукку үлэ үчүгайдарын ылан хас биди десатка наставничествоны сыгыран үлэлиир балааннааппыт ол инниттен биһиги дошкольный улус юран управлениятын дошкольный билихтен кытта көрсүһэн кэпсэтэн балааннан ол үлэбитин хагалаатыбыт онно то биһи сыллаан балаамытын ылынныбыт уонна сүрүннэн уанча хайысханыллыбыт холобура биһиги ити этиллибитин курду биһи урукку историябитин билбэп буллахпытына аны тугу кытта ситимэ хуак болабыт биһиги хаамы үчүгэй урукку кэммит үлэтин нималарын билиңе кемге хайдах туттуққа хөбүйден. Очон бу оғыны иетер үйретер үлі качествота бұдан системненен тақсанер. Оны биһиги бу хатуртагата комплексный выезд түлэх дистатыгар улуска хамы ырах дистатыгар тыбыт биһи коллега быт качыланы түмчүгө бар ким Анна Ильинична Семенова ден кини үлелен бен часылыстата үлелен баран бу олорор ол дистатыгар барамы биһи сүрдән соқты бит. Олақ кейі сөғар. Эти кені үлеләбіт түмігі ұрыққаттан үлеләммет үлі. Олақ системалақты барары кенелер иетер, үйеретер үлелергер кейрәтін күтті көстер. Онны бұланы кенелер үлелер қайысқалары олонқы. Олонқы тұқтары барыта оғалар ұрығыйдарығар, оғалар оңағықтарығар, арағыны тұқ ұрығыйынан ден, оғыруынан ден, барты баннык сетимненен таққан ихер. Аны ол хыджан биһиги ол туаққа түләхә хыджан көрбүппүт. Кинилер ветераннарын кытта сибәстере. Урук үлеләбит кинилер тахарбык пособияларынан билигин даганы үлели хыджаллар. Ол наха чүе долгуян туран ветераннар келен бейлерин үлелерин кепсәбиттере. Кихи истен олоран олақ үверер. Уанна астынар. Көджик даганы манны күчүдүк үлелән аспы ветераннарын кинилер аңадас браһаниккер аңыр баттар. Үлелерігер күтінлер алылар. Бехи onun naha hüyakti bit ona bu sistemgiden ıhtibaka dösa halgı kas bedi disakka nastavnikleri kıta sibestir spesialist ona nastavnik sübetin terger kına ona kiniler üleleherlerin etti bit. Behigi ona ülelebitin para hacı bitin otsıp sürüydü ona sübeleri verdi bit. Kiniler bula behiha para hacı bitlerin belerin sanalarını mehürüdüler. Oltuğunan otan ulus kahıtıgar ona respublika kahıtıya taha. Takkakta. Ona bulağına bihi sama tuğ veteranlar bu bulağına bağlar ötekiniler urukku kemlerger ülelen küsküleler veteranlar olar naha şügeydik Allah Respublika tiye amuk sürüge Fransiya tiye ülelebit veteranlar bağlar. Olar sonor diyen intelektüelne yönü verdi. Sadovnik ve Klaris Bidonovna. Kini ebe bihitnen manna skolaların Askola seni askola öğrenir. Bana onun yine biyete bağıran duran senlerin ol vakka kuruşvakka sonor kendiler öğretir. Onu kurdukça etinlik nahal veteranlar bud etinlik beylerin bağa öttünen etinlik nastavniçespe kurduk. O şey üleli hediyeler. Bana deste tuvak behigiti asbet istorini sitimden kıcık bilini oğlar bud behi bebet tane manik istoriyene Bebet doydu bebet nehlekpit istoriyeten bilbepet kıcık nahakuhan. Ondan setinden barda takkan hiyakta. Onan behigi kolubra istoriyetin bile bulakpına bebe kolubra bitna ite epikten kurduk kadere bulakpıti. Olayım bulana Clara Gavrilevna ona Elizabeth Fyodorovna mini muzey Devskan sadu diyen proyegin kepsete. Ona bulana muzey çemedani diyen. Тоғын еді қабанлық ол Елизавета Федоровна маматын малын салын кечейен чымыдаңы ұры ғыджан ол иетін тұғынан кәпсәті иеті ұрық бұлыр оға пасуы бетін ұлан біле туақ қатшы бары деді маны кенескі ол қағатын суылан қағырқы ғулабытын кітары идде ғыджар оны оланы наға жүгей бұлаттыры сақа біле ұрыққы иелер бит эбелер бит наха чүте булаты сыгын нахаллар этиди ол булат
Оттон иетин булатын ура хыджар. Урук төһөдө урукку кем болар мамалар бут утугер ороннора куруху бала. Түннүктере хабылаах манны курушубанан болар ди. Ол малын салын бартын ура хыджан оны онтуктын кепсир. Кеһи хас биди ки хайти тима наха чугасти. Бен даганы эн ягар колобра оголорга сиеттергер итенник оңостокун сөп. Оннук аны бир педагог ветеран боллагына мен огосаам анюрдара ден. Жо кини аймактара кини наха маны ага састак саңастара кини креддагана анябыт анюрдун үеха ылан уран кеспет. Оны ылан билин кини ол кукулата хеттуантан такка хастак. Ол анябы кукулата бар. Ол анябыт били булыр маннык класс денди таспыта кайынан маннык доктор класс керети битти. Ол тааха кытары бар. Аха, оны булана таңаһынан биле кукула. Этинник бейте анябыт огосаһын анюдырын кепсән ити төмсүләргә этинне кепсән олы хас бидди битер маннык от кихи тугунан оттатна кирен олар. Оннук доктор ити дисакка тинникче хайыскалар туттан ити кайдак терияққа хаби кайдак хайяққа хаби терапевти кытта педагогтары кытта тинник сүбелир арас сүбелери берди бит. Педагогтар билден туран олы сәңәрдилер нахан тирергәтлер бейлергер даннада буллады тинник декергеттергер. Этинник туактан туран оттан бу тугу бехигине колбра саме чүрүнүр куратар бу бир дойдулаппыт Анастасия Николаевна Бажетонова. Кене ол эти бу хачыланып төмсү мен кенникаларга мен халай ачыбын ол инна ол Елизавета Федоровна аны мен туак наставничествонан үлелибин дем барамын бу төмсүттен такарагамыппын набро бу төмсүн надалак кен кене юган онтан же шиддетен итенник же наоборот үлебит дөсө ордук тагыст. Я итенник кылгасты балкымтагатин. Вай, улахан мақтал усалдан совет наставниц олу жүгәді күледін ғалан уже 100 сыл. Үшөй баты үлелі жағыт. 100 уже 4 сыл. Пандемия кәнет. Ачона уже 2 сыл. Ага. Онна. Ага. Улахан мақтал, онна әтеқпен бағарабын. Обращаемся ко всем женсоветам. Очень хорошие выступления. Вы видели даже вот сейчас в наших выступлениях о наставнической деятельности в год педагога и наставника прозвучали предложения молодых мамочек, педагогов, старшего поколения. Вот и также мы должны продолжать нашу работу. И как будто бы Владимир Владимирович услышал нас и объявил год педагога и наставника. И многие подумали, что это год только учителя и ученика. Но это далеко не так. Расширяя данный указ, мы уже поняли, что сегодня сказали, если не только старшее поколение может научить молодое поколение, а именно молодое поколение может научить старшее поколение цифровизации, компьютеризации, как работать с телефоном, как работать с программами. Это говорит о том, что сегодня не должно быть разрыва поколений. В последний момент, вот в век новых информационных технологий, мы понимаем, что очень сильно идет разрыв поколений. Старшее поколение может отстать от модернизации, среднее уже находится в этой модернизации, и время очень динамично развивающем мире, очень быстро время идет. А молодое поколение не понимает, почему мы играли в классики, почему мы играли в резинки и почему мы не заходили домой круглосуточно. А они сейчас сидят дома круглосуточно за гаджетами, за телефонами. То есть вот получается большой скачок развития пошел, и есть немножко вот у нас между поколениями разрыв. И как раз это мы должны... Мы, общественные организации, именно мы, женщины, матери, в своих семьях, да, очень хороший, вот я прям чуть не заплакала, когда вы рассказали про проект «Музей в чемоданчике». Это же шикарно. Вот я тоже помню, моя бабушка как бережно это все хранила, а у нас в современном мире мы по феншуй должны расхламлять все, выбрасывать старое и только новое. Это, оказывается, совсем неправильно, да, что мы должны
уметь вот это все бережно сохранить. И такие тоже проекты, думаю, у нас будут. Большое всем спасибо. И вот в этом решении, да, в решении нашего уже третьего вопроса о наставнической деятельности в год педагога и наставника патриотического воспитания молодежи предлагаю в постановлении нашего пленума написать, значит, решение о создании советов наставниц во всех районах республики, то есть при женсоветах, сейчас женсоветы в основном у нас возглавляют женщины среднего поколения, это где-то лет 40, 30, 50, даже вот есть 60, и именно старшее поколение имеет огромнейший опыт, и при женсоветах во всех улусах создать советы наставниц и, о чем мы постоянно говорим, молодежное крыло женсовета. Молодежные форумы, мы же об этом говорим. Мы-то с вами Советский Союз, мы с вами были пионерами, мы были комсомольцами, и мы помним, да, что это. А молодое поколение, оно немножко другое. И вот рассказывая такие проекты, как музей в чемоданчике, мы их можем привлечь именно вот к общественной деятельности. Большое всем спасибо, да. И в разном мы хотели рассмотреть 4-й вопрос. Это я всех прошу, председателя наших женсоветов, направить отчеты за 2022 год. Мы знаем, что этот год для нас тоже был очень динамичный, и в хорошем плане, и в таких как бы сложных ситуациях для страны мы с вами все сработали. Поэтому буквально краткий отчет, что было сделано женсоветом зимой, весной, летом, осенью и зимой, в каких вот проектах, особенно по первому вопросу, прошу отправить информацию в отчет, да, о помощи мобилизованным военнослужащих. И большая просьба уже внести свои планы работы на 2023 год. Мы знаем, что это у нас продолжается, будет год педагога и наставника, и также у нас продолжается год науки, десятилетие детства. Сейчас, подожди-ка, у меня тут все записано. Так, у нас, значит, продолжается... Да, 2023 год объявлен президентом страны годом педагога и наставника. Также у нас будет год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 2023 год – это 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. 2023 год – это год празднования столетия со дня рождения Расула Гамзатова, то есть такие великие наши легендарные, да, личности. У нас продолжается десятилетие науки и технологий в Российской Федерации, десятилетие детства в России, десятилетие года здоровья. Вот говорите именно вот эти вот все акценты и приуроченные к этим мероприятиям. И также мы с вами готовимся к 2025 году, когда мы будем с вами встречать столетие женского движения в Республике Саха-Якутия. И в 2024 году, я думаю, должны быть мероприятия, приуроченные навстречу к столетию женского движения в Республике Саха-Якутия. И последнее, на чем я хотела остановиться, это... Хочу выразить всем огромную благодарность и хочу сказать, что действительно мы живем в очень нелегкое время, и в ближайшие годы, наверное, тоже нам, женщинам, надо будет мобилизоваться, быть вместе. И, как правильно сегодня сказала вот девушка с Нюрбинского улуса, мы, говорит, живем в век, каких-то, может быть, стрессов, да, для некоторых может. И вот она сказала, именно женщина, если она сама находится в стрессе, как она может сохранить свою семью, детей, мужа, да? Поэтому именно сама женщина должна уметь пережить любой стресс, который сегодня в обществе. И если она будет здоровой психологически, физически, морально, только тогда можно говорить о здоровой семье, о здоровом ребенке, о здоровом муже. И поэтому давайте мы продолжим наши гражданские инициативы, гражданские выходные совместно с Минмолодежи. И хочу сказать, что буквально 13-14 декабря я выезжаю в город Москву на заседание бюро Союза женщин России, где будет также рассматриваться вопрос
на план работы на 2023 год, где такие вопросы, как школа и гражданской активности, будут проходить запланированные семинары в федеральных округах, то есть в Дальневосточном федеральном округе, в Благовещенске, в Амурской области на следующий год будет состоится семинар по линии Союза женщин России. Тоже можете все поехать, принять участие, сделаем делегацию, да. Работа в регионах, запланированы форумы, конференции, круглые столы по преемственности, по креативной индустрии. Я как приеду, обязательно вот эту информацию тоже всем отправлю на электронные почты наших председателей и вот нашу группу WhatsApp. И будут проходить онлайн вебинары по женщинам-предпринимателям, по, значит, поиску бизнес-идей. Запланировано очень много видеоконференций, акций, День защитника Отечества, Международный день 8 марта, День Победы, Международный день семьи, Международный день защиты детей, День семьи, любви и верности, День знаний, Международный день пожилого человека, Всемирный день сельской женщины, День матери, День отца. И вот именно такие значимые события мы с вами должны очень хорошо запланировать в 2023 году. И думаю, что у нас все получится, несмотря на что. Если уже нет вопросов, я хочу, пожалуйста, Евгения Исаевна. Анжелика Гуровна, я прошу прощения, значит, я уточнилась по поводу той фразы, которую сказала Альбина Прокопьевна. У нас нет таких данных, что заболеваний туберкулезом среди детского населения в 2 раза больше, чем в России. Такого нет. У нас, наоборот, ниже. Это во-первых. Во-вторых, значит, вы помните, мне пришлось на той неделе разбираться по тому сообщению, которое появилось в Сахадее, и все стали там ругать, начиная Путиным, заканчивая Арсением Сергеевичем Николаем, что вот довели страну до заболевания туберкулезом, аж на 76% выросло и так далее. Помните, наверное, если кто читал. Я разобралась, оказалось так, что в 2021 году заболевших туберкулезом среди детей было 18 человек, в 2021 году. До этого в 2020-2019 годах это было гораздо больше, но было снижение в 2021. А по сравнению с 2021 годом в 2022 году стало 25 человек, заболевших за эти 10 месяцев. Это 38%, но никак не 76%. Поэтому у меня большая просьба, когда мы апеллируем какими-то цифрами, чтобы все было нормально. Все хорошо, и все справедливо и честно. А так я, конечно же, поддерживаю Альбину Прокопьевну. Очень хорошее выступление я прочитала у Ольги Григорьевны. Все правильно, для того, чтобы действительно чувствовать, что мы те люди, которые можем кому-то чем-то помочь. И вот эта часть, о чем правильно говорила Черепанова в своем выступлении, это 3 направления. Прямая передача жизненного опыта от человека к человеку. Второе – это доверительные отношения устанавливать. Да? Это прежде всего, конечно, семья и где человек учится или там работает. И третье – это взаимоотношения, любые взаимоотношения между людьми, такие, которые, как у нас есть, которые сегодня у нас с вами созданы. Я тоже хочу пожелать вам всем успехов. Спасибо. Большое спасибо, Евгения Исаевна. И давайте закончим наш пленум словами мать Терезы. Мы не делаем великих дел, но каждое маленькое дело мы делаем с великой любовью. И пускай мир спасет добро. И мы должны отличать правду от неправды. И вот то, что сейчас очень много же происходит в социальных сетях, да, очень много бывает, как называется, борьба с фейками. Давайте мы не будем верить фейкам, а будем верить себе, верить друг другу и нашим добрым делам. Большое всем спасибо. До новых встреч. До свидания.